Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Так, видно, слышно, все хорошо. Надеюсь. Если вы не против. Попивая кофе. Ну что, продолжим свой эфир. Надеюсь, сейчас Ибраим уже присоединил наш YouTube канал. Все окей. Это хорошо. Задавайте. Начнем. Ну что ж, друзья, у нас очередной эфир, так сказать, поговорить по душам, про наше родное, про историю, этнографию, географию, культуру. Надеюсь, вам сегодня понравится. И сегодня у нас будут интересные гости. Все как всегда, лучшим образом. Рассказываем. Так. Вопросы, активити. Брат, ты, я знаю, Баркалла. Вчера был запрос от одного представителя. Я так думаю, что он Сюли или Умки, я не знаю. Надеюсь, надеюсь, он сегодня опять будет в эфире. Мне интересно, что он хотел узнать и спросить. Вчера у нас в эфире было 315 человек. Ауховский Вежрич, Салам Маршал, Дума Серга. Всем ауховским братьям, нашим чеченским волкам. Салам Маршал. Вот. Дерез хел мусор. Да, сейдуэл. Да, духуахуэлхо. Ну, начинаем. Задавайте вопросы. Не нужно стесняться, не нужно молчать. Вот. Если вы хотите, мы можем немного алейкум ассалам зачитать по вашему желанию с какой-либо исторической книги. Алхамдулилlah, дику анзор. Живы и радуемся этому. Алейкум ассалам. А мы готовы на все ответы?
Ну, по мере возможности, конечно же. Шату посмотрю, но во время эфира я смотреть не могу. После эфира обязательно посмотрю. В редких случаях бывают видео, которые я не видел. Но благодаря вам, мои уважаемые подписчики, мы можем узнать все больше и больше. Так, надо прикрыть окно, а то шум мешает. Так. Угу. Сразу, чтобы мы могли. Если полезная информация, мы обязательно ее просмотрим. Да, уа. Башлам и так. Терквай отличаться, да, буду. Да. Мусор, боха. Они никак не угомонятся. Ну, что касается натеричных чеченцев, более мягкий нрав, конечно, не скажу, что у всех, а так ничем они не отличаются. Конечно, еще со времен Ермолова их называли непосредственно мирными чеченцами. Вот. И Масера Цаду. Каждый, конечно, по-разному. У каждого человека отношения по-своему. Допустим, Аял юртар, Ломаз юртар, Чол юртар, Бено юртар. Нахицане общаться для нас. Я общался. Нрав у них такой же, но отношения порой бывает немножко другое. А так никакой разницы нету, кроме как географического расположения. Давайте я вам немножко, пока вы еще собрались, мы всегда говорим много, но хочу вас ознакомить с некоторыми материалами, пока как раз у вас возникнут вопросы. Видный русский кавказовед, я очень часто рассказываю, многие ссылаются о кавказских неизбах мусор, абсолютно, я с тобой согласен. Мы всегда говорим, разные кто писал, но больше всего о Центральном Кавказе, и работы проведены у А.П. Берже. Немножко о нем, и я хочу, чтобы вы ознакомились, что пишет он. Видный русский кавказовед Берже родился в 1828 году в семье французского эмигранта. Он получил прекрасное образование, включающее знание восточных языков, и в 1852 году был командирован для чиновничьей службы на Кавказ. 52 год обязательно, чтобы вы понимали, вы должны запоминать, нужно знать даты. Здесь он провел практически всю жизнь. Умер в 1886 году и в результате напряженных исследований издал около 80 научных работ.
Он же подготовил к печати 12-томное собрание документов акты Кавказской археологической комиссии, АКАК, которые в основном все ссылаются, все, вне исключения, все кавказоведы ссылаются в основном на эти документы. Ценнейший источник по истории всех народов Кавказа. Монографическая работа о Берже «Чечня и чеченцы» была выпущена молодым автором в 1859 году в Тифлисе. Следует отметить, что в понятие чеченцы Берже АП включал ингушей и карабулаков, подразумевая их этническую общность. Источниками к ее написанию по сообщению самого АП Берже послужили документы штаба Кавказской армии, краткое описание происхождения чеченцев, генерала Фрейтага, военно-статистического и топографического описания Большой и Малой Чечни, капитана генерального штаба М.Я. Альшевского, а также навчийские предания и легенды, сообщенные ему различными лицами. Автор использует также сведения иностранных источников. То есть описание подождите. Пока. То есть, чтобы было понимание, многие говорят, что якобы валикум ассалам, что якобы только Берже говорил об общности народа чеченцев, там здесь указывается ингушей и уарствай, вот упоминание. Но, однако, в издании говорится, что он непосредственно ссылался на всех ученых, которые были здесь непосредственно. Скоро вы увидите очень важный момент, чтобы понятно было. Военные документы Большой, Малой Чечни, генерала Фрейтага, военно-статистические данные Альшевского, а также предания. То есть в совокупности из всего этого исходит, что он говорит, что это один единый народ. Ниже мы публикуем несколько глав из работы Берже. Первые посвящены географическому описанию населенных пунктов Чечни, причем и тех, которые исчезли в результате военных экспедиций царских войск в ходе Кавказской войны. Вот часто задавали вопросы, были ли какие-то у нас селения, которые исчезли. Вот в этой книге, в этой монографии мы можем как раз-таки найти и это. Последняя глава содержит исторические легенды и предания навчийцев, в том числе и о их происхождении. Как раз-таки, разумеется, они буквально не отражают подлинных событий и фактов, и поэтому представляют чисто исторический интерес. Для читателя будет не бесполезно сопоставить соображения Берже относительно древней истории чеченцев с суждениями А.П. Ипполитова и Лаудаева, опять же, ссылаясь на Лаудаева, опубликованные позже. Конечно, работа Берже не лишена ряда недостатков кавказоведения того времени. Она не может служить серьезным авторитетным источником для характеристики социально-экономических, политических историй навчийских народов. Но данная работа оказала большое влияние, и все последние труды Чечено-Ингушетии без знакомства с ней не может быть полным знанием о прошлых горских народов нашего края. Что об этом говорится? Как раз таки, валикум ассалам, как раз таки мы здесь указывается здесь, что даже его работы не являются более полными, то есть говорить, что они 100% верны и достоверны нельзя. Но несмотря на это, все остальные труды, и в том числе наших кавказоведов советского периода, постсоветского периода, в основном ссылаются на него. Поскольку, опять же, мы возвращаемся к тому, что полных данных об истории проживания на Центральном Кавказе или об истории Нохчи народа не было ни у кого. Вот. И плюс ко всему еще, Ибраим, скажи, если вдруг кто-то хочет
из ютубовских зайти там в эфир и поговорить, прямо чтобы было видно, чтобы они перешли на инстаграм-платформу, вбили bashlam.39, вы увидите эфир, прямой эфир, можете отправить запрос, и я обязательно приму, вы сможете в онлайн-режиме спросить вопрос, ответить и получить, надеюсь, ответ, который пожелаете. Амзат Магомедов пишет: ассаламу алейкум, ассаламу рахматуллахи баракатуху. Я видел карту 1847 года, большая земля сунжинских натеречных чеченцев. Да, конечно, так и есть. Я видел 32-го, 38-го, 40-го, там вообще, вы должны понимать, до 1860 года такого понимания, как Ингушский округ или Ингушевский автономия, таких понятий вообще нету. Его создали в 1860 году только. Итак, коротко, буквально коротко, я хотел бы прочесть границы, вот как видит Слепцовский Дудаев Дайыла Бога. Понимаете, проблема в том, что давайте сделаем так. Я сейчас буквально отправлю, сейчас подождите минуточку, чтобы было понятно. Все, подождите минутку. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так. Черт, сейчас. Черт, сейчас. Сейчас. Меня видно, слышно, да? Друзья. Кто-нибудь, да. Ага. Так, слышно меня? Видно все? Ага, все. Ну, давайте тогда посмотрим, чтобы внести ясность в эту картину, чтобы было понятно. iş duyan hince veya mahkahtulş bola hismiş duyan. Üç vel halga vel kiginç kamşe vel dakniçe masar boğulsan iş geçiyon şeş duyan. Diysen tanığa böyle haboş du ikamş duyan. Akvay duyan hinsat ve işte ve vecri havayı duyan üç dağastıryaç boluş. Sara sobor dara el. İçer yuhlarin diyor. İşte ona ser ok sadoğar ve el. Ok taht yuçlar ve diyor ona. Siz de ok kidek diyor. Suyunjet. Nohçi poçapla kaydır.
نقشي بتشعب سائزة إثبات يا تاشرة أصلا ريسبوليكا خنا أصلا ريسبوليكا كيف تحتلو يتصاسوي قوم بقوم خليات سنديلة تانا أوغا يجلو نقشي بتشعب بيجزن بتشعب سنتي تقايتيش نقشي بتشعب فليس بتشعب فلودي وقالم دون تو بي باسات قالم تو بي باسات ريسبوليكا قوقو شوية تشنسا دوز نش مهش خليز الهيت Una o benchpalmaste duacho o se respubliki ukojo flies Nordrejon, Sukovski rejon, Tjerk rejon, Groznjski, Šel rejon, Vimsjev rejon, Nežijut rejon, Vjeden rejon, Šut rejon, Halhamartentir, Iamartentir i rejon. Solsona Kaiser Isbaye Tredje Torshera Nokchi Chuyagalaiki Olfdosena, Kij Groznjste Dvez Os Nokchi Počalki ukojo flies شجع ونيل موقف رأي ونيل نقطة يرش خليز غلط قصنيش خليز إيش طبعا خليز أعطيش كتصين ده شجع والحقين شراء كمان يريد أتابع وش هيك بيروك ويصير غيرنير شو رأي ونحفظ زين خيش رأي ونسكت شو نقطة شو حيوس خيش رأي ونسكت شو زين ده لا دحاو أستيش دحاو nu houdt eens hoe je het al uit door is geworden is zo heet het moeder. Hoe heet het moeder als eerder. Bismillahirrahmanirrahim. Hoe deel vers worden wij doen bij وين هذا ما جيمو كانت هنا وين بدور تقوم لشتو وين بعد جن وين الشغلية اللي هنا وين كان روحهم في الشارع دام سكاتش البحر دول شويس نبلش بلد الأستالي نعيد له وين ما خاري وين تهوتين وين شادي كوش له إذا دي هنا ذلك دي هنا إيه دال دا إيدن يهدي هون هو مفدح كن ويش دي هون داي بعنش دين داي بعنش وين وري دايش كدين سوين خلش ومثي واخويش نخذ دي هنا بيت دي هنا واخويش أشتوت شر دي هنا هنسك إذ دي هنا أتصندلهم دايش فويق يقيش دول هم نشلي ونادين هلا قدري هالموقت قدري بوشتول هم نشليون بدو شخصتول شتول هم نشليون نوضو ناهنج او نوضو اشليون أستن تيجيش ناهن نوضو تاقا تكون سنو ديون كيشتر كندو أجدال اتو بويل مسلمية والله دال اتو بويل نوخشي دال اتو بويل دال اتو مبويل خاصلي فولشن شاسن بوش بوصل ناهي دال تيب ناهي خاصلي فولشن إخاط وين دي هنا دو دعوة شغال كشين خاطر شوي شاب سجي يدوين بقدر شتيهم أبصر خلي دي هنا خاصة فالمتك دي هون نادين دي هاد خندري بوش دي هون سعر دي هون سلسم شين خلا يوتشل داد ودي هون نقشي واحد يوش أصغر عشي تخيش يقلع كندول هم إجونا هنا تخون دي هون قوم دو إديش تالتوا يصير دوز أستريت شيت وقت جودي هروش توش كنا ديون سكنا خلش متي ديون شا خلش يجوز خبر شيء حال تلقون يلوش تلقون مشي ديتن دي هنا سيار دي عميت شاب خلق أوش خلش بتيا يدوز شا خلش دعوة تر لا تون غلغة نسأل قرأت المتك سيد لا دوش مخبوش ديون قاعد بليش غلغة بعد وي كوتش شيء تدي ياس ديون تحاد ديون تاك إيدو خمسة اسمه تاك أتى ديون آل تندك حي أقولشنا ديون هالسيتم بولشنا ديون بقال أتى ديون الشيء إلا يوت خير يوت شول السونج زي وان ديون هنا عدين تنو تطور شيء جوز اللي أتى يبقى أحمد يصير أيضا نقا يصير أيضاش عبد رشيد نقا يصير يكون سكرتان رئيس بوكون بيزدان يصير لقش أيضا شابولشين خوش دو ديون إيشتين سخوش تعايش أتسونا ملش ديون أتون جوز شهر خوش شهر شو جرامتني بولشنا شو دوز وردوشون ديون خوش دوز شو نهتي تغير شو خلاتي مغيرت خوش يقول هم ديش داد دا اللرد ويطوش يقول نيغير ديون لا تاقل مخباقش بالي خيال ديون خذ ديون تقيتم بولشار ديون إناخ ديون قيتون ديش ديون سقيتي شعيش إين سباق ساد أتسع دوش أقوش دوش تاق أشنف ديون ظلم هم غير ذات اسمه وين دقيق الوين هم دي ذات تيجي شان بيهون ظلم يدي اسمه بيهون خاصية بولشار الشيء فريلا سير ذات إدي الخاخين سير ذات سان أشتم ديس كان هتخش ذات مقع السعاري إدي وجه بورسات
دويتشتول ديون خبر كيتشتول ديون قرون تاع ديون إيوانا يغبالي ديتو إيشتدو تعقليز دواجما قد عدوك ديون كامل دا وين صيات ديون دوتش الشح وين سير نتيك سيد وين نتيك سانا ميز عادي على شو قامتك ميز ديون عطي أغير سيال ديون إيشت ديون خيط خصوم وغلغا نوخشي تحان أوران تيرا حدا وغش تحابي جريدو سارتة وي هنسا هما خلا دات خير دات وين يوكي موست خلا خيليش شات وي ديبوتاتش وي اسر ديبوتاتش خجيوس و نونويوس هوق أبو زارة هوق وشيت سير ديبوتاتريوس بشايوكي وش أمخارليشة سبايا وش سير أسيتي دوش أرجني كيدي دوش هكا وزغلا أوتنومي غوكتي سنوي دوتردو يوتسانا غوخيلارمي وي نوخشي سويريني وي باتشاو داخل يقوارتسانا خلا نيا قوزن باتسال خيط وين شتيح ناقسان وي ووشيش تانساخير وي تسمك يشتخير دو تانساخير يغوش كيتا ترلوي سيد كمد نوخشي سويري داخل يقوارتسانا هيت سيريكيشا غلغا أفضل يتفقنا ولا يجيتي ياسبه وهيت يهلا تعطينا يتفقش هو يجي شو ودي يجيتي لو الله يجيتي تنولي سون موسى يمجوات ليلر أتخاطن سون هفيتون عن شن ناس شيء ميك شيء بتشعف دقيقة شيء سلك دقيقة شو قلت نخا ديك قال قال شو الله شلون شنو دقون أرتدق أخذ بأخذ سون هند شو ويش بتشعف دقيقة شو اتسلوش دقودون نخبله always ريسبوبليكا دقيقة يدريد أخي ريسبوبليكا دقيقة شو تسير دون بريغرن انسان حتى شيء ويش دون ريسبوبليكا دقيقة لان دون ساندي أشغل أرقيش دون إيش دقوديسة ديتاني تريش تريد تشوف هذا القرى أبها نقل بالبوت وين تعرف شو الله يدرك هذا جديد تعديت له شنو صار قوي دقي ديت ملاقم في ديت أنا جالي دو إله بهذا قوي بعد في كل ديت مستقلية نحبوا بهذا وقت هذا جديد بهذا ديت هذا جديد بهذا دون ديت وين ديت ماشية ما صار ليش لا نخش على راجع قاصد قاصدي السيدوتي هذا جريخان ما تقول بدي سؤال إيش الله ما تبع يقطع هنكون أعرف يقطع هنكون شو توتش أعرف ليش هنكون شو أعرف تقلي بدي مصطر ما تقلي بدي وتشعق دي غير دي ثم تدخل حيانيك ثم تجي خوا وهني تجي غص سيدا ديخا سيدا سوى ديتو ياخدو متدت بتشاغا ديت دانا فتشاغا خيتن بيويسا ديختيات ويسا ديختيات هو سيقي ديتو ما قوتي ديولي ياشي تاغا جريخان وين وسيق حيغر تاسماتو ديت موسط ويستقشر ديت إشترون هنسا Я надеюсь, все вопросы по поводу того, что были ранее, отпадают. Дело в том, что вопрос о том, чтобы пока вопрос границы не решался, приостановить, оставить на потом, разговоры были еще в то время. Более старшее поколение, как вы видите, хотели решить этот вопрос. Еще тогда они говорят, потом на будущее будут проблемы. Вот, как вы видели, там представители и представители Нохчи народа, и уарства Ахи, Тхуецани, Гаму Лилу, Цаез Бахцар, Доше Хаяхканел, пригородный район Хаяхканел, Царслил, Дадьез Гаму Бах. Еще в тот период они еще об этом говорят. Вот. Поэтому многие вопросы, которые в то время решались, как вы видите, это видео уже не новое, многие это видео видели и смотрели его, поэтому
в то время передали, не передали, имели ли право заключать соглашение, поскольку соседняя республика была в составе Российской Федерации. Якобы договор должен был быть между Российской Федерацией и Чечней. Сегодня уже, опять же, как говорили в то время, то с одной стороны говорят, то с другой стороны говорят. Ты спросил сперва, передали ли 2 района или не передали, а теперь мне говоришь, что это забытая тема. Вот именно, что в то время, когда обсуждались еще разъединения, не было проблемы с горной частью, которая в то время входила в состав Чечни. Она была в составе Чечни в то время. И только в 8-9 году ее переняли. Ты сперва вопрос задал, а теперь сам себе отвечаешь, говоришь, «Инскюктайна, дийцар, бесполезно», ну и так далее и тому подобное. Ты уж определись как-нибудь. Я знаю, что этот вопрос решен, и как раз таки мы даем знать, что вот этот вопрос по этим районам в то время не был решен, и никто не отдавал. Но в подвешенном состоянии оставили эти районы. Любой вопрос, поземельный вопрос, который остается в подвешенном состоянии, он играет во вред той или иному региону. Когда нерешенные вопросы есть, в любой момент можно поднять этот вопрос, разжечь между братьями, соседями, можно разжечь проблему и сделать конфликт управляемым или неуправляемым. Все вопросы, чтобы не было никаких, как говорится, в дальнейшем вопросов, нужно вопрос решить и закрыть. Несмотря на это, видите, в то время было одно решение, не закончили. Если бы в то время все закончили бы, как начали, не было бы сегодня этих разговоров. Я же поэтому именно говорил, что не нужно было вообще объединение в 1934 году. Тогда и не было бы никаких вопросов друг друга бы не было. По крайней мере, с нами бы не было бы у них никаких. Не было бы между братьями никаких спорных вопросов. Но то, что было, уже было, и обратно это не вернуть. Многие считают, что я там против объединения региона. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в дальнейшем при разделении имущества земли возникают проблемы. Хотя в то время, в 90-е годы, нету никаких вопросов. Он говорит, какие районы входят в состав Чечни. И на Теречный, и на Урский, и Шилковской, и все остальные районы перечислил. Даже не перечислил он упраздненный Галанчожский район, Чеберлоевский район и тому подобное. Вот. Поэтому решать проблема в том, что до конца в то время этот вопрос не был решен. Хотя живые свидетели этому остались. Конечно же, остались. Про тех, что там была какая-то делегация, приезжала, хотели поклясться на Коране, Дудаев испугался, не принял их и все остальное. Вот такие сказки, байки есть. Однако нету никакого заявления, где бы люди бы показали видео и сказали, мы приезжали для решения вопроса, нас не приняли, вот мы с этой делегацией, с этой комиссией. Кроме как разговоров о том, что было. Но это говорить можно сегодня как угодно. Каждый может говорить свою угоду. Опять же, мы видим, что в 8-9 году по границе этот вопрос был. Что касается Аушева, он все прекрасно знает. Он прекрасно знает. Почему? Потому что еще в 90-х годах до разделения, они же говорят, все руководство Ингушетии, которое отделяется и хочет отделиться, прекрасно знает, где какая граница была. Вот. Ни больше, ни меньше. Поэтому все остается так. Ну, давайте посмотрим, что говорит Берже по поводу границы. Пока у вас возникают вопросы. Граница — географическое положение
и пространство, разделение, общий характер местности, леса, горы, болотный климат, реки, подробный список существовавшим и ныне существующим чеченским аулам дороги. В 1840 году, до 1840 года или до восстания чеченцев, когда не только левый берег Сунжи, но и правый берег Терека были населены чеченскими аулами, под именем Чечни разумелось все пространство, заключающееся в границах, и обозначалось на западе рекой Мартангой, Фартангой, некоторые определяют рекой Нетхой, до Ачхамартановского укрепления, отсюда прямой чертою до Казах-Кичу и далее на станицу Стадеревскую с севера. Стадеревская, это, чтобы вы знали, это за Тереком находится, это неподалеку от Моздока находится она. То есть это как раз таки нынешний Ставропольский край, с которым Чечня граничит. С севера и Тереком до впадения в него Сунжи, с востока Качкалыковским хребтом, прямою чертою от Герзель-аула на внезапную и верховье реки Акташа с юга Андийским хребтом до Шаро-Аргуна, этой рекой до соединения Шаро-Аргуном и Черными горами до начала реки Мартанги, ныне Фартанги. Но когда местность между Сунжею и Тереком, за исключением нескольких небольших аулов, была оставлена чеченцами и начали заселяться казачьими станицами, Чечня в тесном смысла слова находилась в следующих пределах. На севере Малая Кабарда, река Сунжа, и кумыкские владения на востоке. Тоже владение до крепости Внезапной и реке Акташ, определяющей Чечню от лезгинского общества Салатау. На юге Чечня определялась от Нагорного Дагестана Андийским хребтом до горы Тиблус-Нтма, Дакухе и далее Тушино-Пшавско-Херсурским горскими округами до укрепления Дарьяла на западе от укрепления Дарьяльского Средним Тереком. В пределах ныне описанного включался в состав Чечни вся земля, ограничиваемая на западе рекой Сунжею и Малой Кабардою, на севере Тереком, северо-востоке Качкалыковским хребтом, отделяющий Чечню от кумыкского владения, а с юга Андийским хребтом. То есть речь идет уже после того, как Малая Кабарда входила в состав. Не забывайте, это в период, как раз таки он пишет на промежуток 1859 год, вот именно в этот период. Поэтому география описания по Берже, она находится чуть больше. Как здесь также описывается, что оставлены были многие земли, и они были заселены казачеством, кумыками и так далее. Вот такие вот данные, которые, опять же, передавались и передаются от Берже. Конечно же, материалов и всего мы не зачитали, если вы думаете, что это все как бы, это там огромные материалы, это по мере возможности, кому будет интересно. А пока я хотел бы поблагодарить Раису Автаровна, которая задонатила на наш канал, то есть поддержал наш канал с донатом. Раис дал Саадуэл, Булдиснег, Эзершка Соудуэль. Огромная благодарность всем. Сегодня сестра оказалась первой, которая задонатила. Всем, кто помогает нашему каналу, огромная благодарность. Вот. По вопросам, которые есть в дальнейшем, и мы обязательно все понемногу будем публиковать, показывать по мере возможности. Мы не спешим. Интересные моменты, которые есть в нашей истории, я обязательно опубликую. Не обязательно вся информация должна быть разом в одной передаче, потому что мы знаем, что каждая проблема с этим возникает потом в дальнейшем. Кто бы ни заходил, в определенный момент слышит
о чем говорят, будь то о границах, будь то о плоскости, выходом на Каспийское море, и фиксируют только то, что ему хочет. Вот я зашел, и опять вы говорите там об Ингушетии. Нет, мы говорим о Чечне. Но так получилось, что границы у нас, которые есть, по мере возможности разные. Покажи, она есть в сети? Нету. Я же вчера сказал, что карты биржи нету. Это описание. То есть он описывает это в главе 1 о территориальном расположении. Тут дальше, конечно, есть и географическое положение, и пространство. Все это пространство лежит между 42 градусами и так далее. Тому подобное. Восточной долготы, плоскость малой и большой Чечни имеет приблизительной длины с востока от подошвы Качкалыковского хребта на западе аула и до аула Газиньюрта на реке Фортанга, 70 верст ширины, до оконечных уступов Черных гор с юга до Сунжи с севера, в среднем число 40 верст, всего 2800 квадратных верст. Вследствие этого определения границ, принимаемого мною на основании географических длин, бывших у меня под рукой, я разумею в общем под именем Чечни. Пространство земель, лежащее между Тереком, Сунжею и Малою Кабардою, это западная часть. Пространство Засунжинское, разделенное рекою Гойты на две части, лежавшие по левую с ее сторону, называют, по реке Гойты делилась Малая Чечня и Большая. Видите? По левую сторону называется Малой Чечней, а по правую Большой Чечней. В состав последней входит мичиковцы, обитающие по обеим сторонам реки Мичик, качкалыковцы. Так до 1840 года назывались чеченцы, обитающие по северо-восточному склону Качкалыковского хребта. Поэтому в этом склоне вновь поселены аулы Гудримес, Истису, Нойбир, Ойсангур, вновь поселены на прежнем месте у поста Куринский, Кошкельды, на которых впоследствии смешались с мичикизовцами и ичкеринцами. Бывшие качкалыковцы аулы Шоудан, Наимберды, Адернаур теперь не существуют, говорят, уже, то есть этих селений уже нету. Они ичкеринцы, они обитают между верхними частями реки Акташ и Холхулау и Андийским хребтом. Ауховцы, не забывайте, здесь Башлам сдал меня насчет доната. Мотя, да, но я должен сказать тем, кто помогает Баркалаца Аль-Саулсу, я же, наш канал держится благодаря вам, и как мне не благодарить свою сестру. Вот, ичкеринцы, они обитают верхними частями реками Акташ и Хулхула и Андийским хребтом. Дальше. Ауховцы, то есть мы считали, смотрите, там А, мичикизовцы, Б, качкалыковцы, В, ичкеринцы, Г, ауховцы, населяющие верховья реки Ярыксу, Ямансу и Акташем. С покорением же в 1859 году Чечни она получила следующее административное деление. Округ Ичкеринский, в который вошли Ичкерия, Гумбет, Андия и Технуцал. Это была Чеченская административный округ. В Чечню входили Гумбет, Андия, Технуцал. Второй округ Аргунский, в который вошли общества Акинское, Шатойское, Чантийское, с включением Шаройского, Щикоройского и других мелких обществ, лежащих в верховьях Аргуна, Чеберлоевское и Чамальское. Участок Ауховский присоединен к Кумыкскому округу. Присоединили Ауховский район. Общий характер местности, за исключением некоторых возвышенностей, в которых будет говорено в своем месте, составляет совершенную равнину, перерезанную
множеством рек, текущих почти параллельно вытекающим, за исключением Аргуна, из гор второстепенных свойств рек, вытекающих из снеговых гор, совершенно сухое время, ну и так далее. Там здесь уже географическое расположение, и не более, не менее. Дальше. Сверх того, большая и малая Чечня перерезаны множествами каналами болотистых топких ручьев, текущих по глинистому грунту, известных под именем Шовданов. Леса в Чечне преимущественно растут в черных горах, у подошвы их также устьев рек, и преимущественно между Мичиком, Аргуном, Гайтой, Мартангой, Фартангой, средняя часть, через которую пролегает русская дорога от поста Куринского, ну там уже рассказывается о Куринского, до бывшего Нестеровского. На этом месте поселен аул Бердюрт, большей частью обнажена. Прежнее время здесь между Джалкой и Гойтой находились богатые и известные своей обширности аулы, жители которых в 1840 году рассеялись в ближайших лесах отдельными хуторами, а потом, когда здесь начали строить наши укрепления, ушли далее вглубь лесов или переселились в ушелье Черных гор. Огромные чинары, дуб, клен, карчук, группа и так далее и тому подобное. Благо, вот видите, между Гайтой, Башлам, я в первом классе быстрее читал, чем ты. Да вот, ты просто гений, ударить. Ну, просто гениально. Я поздравляю тебя. Ты, наверное, в первом классе хорошо учился. Я понимаю. Ну да ладно. Оставим твои супер навыки. Здесь есть любознательные люди, которые читают, лучше говорят на чеченском языке, чем все остальные. И теперь ты, который в первом классе, оказывается, читал очень быстро. Хотел бы я посмотреть, как ты читаешь со мной просто на скорость чтения. Ну да ладно, я хотел, чтобы многие люди поняли это. Ладно, об этом чуть позже. Но мы, о чем говорится, что между рекой Гайты и Джалкой проживали, говорят, очень богатые земли, и население было очень большое, которое ушло вглубь в Черные горы. В Черные горы, опять же, не забывайте, они начинаются от той же реки Мартанга или Фартанга, как называют ее, от Фартанги, и заканчиваются Ауховским. То есть все эти в глубину села, которые были, ушли и дальше в глубину рассеялись по территории, чтобы не быть подвластными, поскольку там были построены новые военные форпосты. Спасибо, Башлам, и ерничать было не к чему. Но думаю, что тебе тоже не стоило говорить того, что ты не знаешь. Может быть, ты так пошутил, ты хочешь проверить мою скорость чтения. Мы можем с тобой в любое время проверить, кто быстро читает или и так далее и тому подобное. Хотя, ты знаешь, я вроде бы занимаюсь блогерством и историей, а не с чтением литературы, кто лучше или быстрее читает. То есть вы сами провоцируете меня, чтобы я ответил вам каким-то образом, а потом говорить, не стоило этого делать, не стоило того делать. Вы уж определитесь. Дальше. Так, Башлам, ассаламу алейкум, дай слово. Ва алейкум ассалам, даю слово. Кому давать слово? Если вам интересно, мы можем дальше, я могу зачитать. Интересно, 17 век население Чечни сколько было, кто знает. Никто не может знать и сказать точно. 17 век население было не такое большое. Мы должны понимать, что только буквально 100 или 200 лет после «Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху», только не скажу, это буквально через 200 лет после того, как Тамерлан уничтожил почти все население нашей Родины. 200-300 лет. Вот. Поэтому не стоит рассчитывать. И плюс это освоение и возвращение опять плодородных плоскостных земель нашей Родины. Конечно, что сопровождалось военными столкновениями,
между теми, кто заселил наши плодородные земли, то есть и получил их от царской России, управлять этими землями и пользоваться ими. Вот. Ну, об этом мы говорили. К сожалению, многие люди сегодня... Тамерлан уничтожил все. Не все, но процентов 15-20 осталось после Тамерлана. Остальное все он уничтожил. Башлам, я помню тебе в факультете, я помню тебя в историческом факультете, они не знают, какой Глыбовщиков был. Чтение и знания, разные вещи. Зандакский. ДРС Хэл. Но некоторые зандакские, некоторые не то, что в это не верят, некоторые просят, чтобы я показал диплом, что я закончил исторический факультет. К сожалению, вот настолько доходит маразм и идиотизм. Вот. А так, нет, послушайте, ну, я принимаю, вы отправляете запрос, зайдите в Инстаграм через VPN, можете отправить прямой эфир запрос, и я вас приму. Кому я отказывал или кого я испугался, не принимал в прямом эфире, я не могу понять. В чем конкретно мне бояться, допустим, констатации фактов? Если я не беру, допустим, эти книги, не зачитываю вам и рассказываю это от себя, выходит, что я занимаюсь там от себя. Мне приходится показывать, что есть такой Берже, есть другие грузинские ученые, которых я уже устал, уже десяток раз повторял. Есть еврейские ученые, есть другие. Что еще можно показать или рассказать, чтобы вы поверили, что от себя говорить нельзя, потому что рано или поздно любой человек, который просмотрит видеоролик в Ютубе или в Инстаграм, скажет: ты же в то время так-то говорил, есть подтверждение этому, вот здесь есть или там есть, откуда? Если у меня нету полностью доказательств, я должен, по крайней мере, сказать, что вот эта вот гипотеза еще не доказана, эта теория не доказана, я не знаю, ну что угодно. Нужно следить за своими словами и знать, чем ты занимаешься. Просто так говорить от себя, это, конечно же, нежелательно. Тем более, если ты занимаешься вот такими вот Вот интересное селение. В Малой Чечне, на Сунже, Злобный окоп, Умахан-юрт, Закан-юрт, Казах-Кичу. Это все, что входило в Малую Чечню. Станица Михайловская, станица Сунжинская, станицу Сунжинскую, память достохвальной службы убитого в деле с горцами Слепцова государь-император высочайший привел именовать Слепцовские. Потом идет Троицкая, потом идет Верхние Самашки, потом идет Нижние Самашки. Идет Верхние Самашки, Нижние Самашки, Большие Кулары, Малые Кулары, Алхан-юрт. Вот этого селения уже нету. Луллу-юрт, Амирхан-Кичу, Шатыр-юрт, Назыр-юрт, Ат-Чихуай. Вот этих селений уже нету, которых уже не существует. Дальше. Чертугай, Тепликичу, Мачик-юрт, Казах-Кичу, Галва-юрт, Мазанг-юрт, Сунжи-юрт. Это те, которые перечисляются. Малая Чечня еще, не забывайте. Айткале, Галва-юртовские хутора написано. Дальше идут. Здесь все они, послушайте, это все Малая Чечня. Притоки Асы с правой стороны Мартанги, Фартанги или Даут-Мартан на нижней, прежде находившийся здесь аулы Даттых, Малая Чечня, Гандалбас, Малая Чечня, Бамут, Малая Чечня, Аршты, Малая Чечня, Газинюрт, Малая Чечня, Шаудан-Шари, Малая Чечня, Алардан-Ирзо, Малая Чечня,
Мурти-Ирзо, Малая Чечня. Сверх населенных аулов на Фортанге находилось укрепление Ачхоевское, построено в 1847 году с аулом того же имени. Теперь один аул Ачхоев в 640 дворов. Укрепление упразднено. Притоки Мартанги в Фортанге с правой стороны. Рекой Нетхой кажу. С рекой Нетхой, это уже название тоже Малой Чечни. Нетхой кажи, Шепи-Юрти, Алдан-Ирзо. В реке Нетхой с левой стороны впадают в Ачхой. Здесь находились аулы. Орали, Ачхой, река Шалж. И дальше смотрим, что по поводу Шалж. Нижний Шалж, Катар-Юрт, Верхний Шалж, Чадыр-Юрт, Верхний Пханкичу, Нижний Пханкичу, Катар-Юрт, Ямахуай, Дзумсуай, Шами-Юрт, Мисерби. Многие из этих аулов существовали еще до 1846 года. Я хочу, чтобы вы послушали, очень важно. Существовали до 1846 года. Или до прорубки Гихинского просека в 1850 году. На Шалже существовало только несколько небольших хуторов, разбросанных в лесу. Несколько хуторов. Дальше смотрим. Катар-Юрт, Ямахуай, Дзумсуай, Шапми-Юрт, Мисерби. Поселены в новых аулах Малой Чечни на плоскости. Валерик или Вайрик. Уже дальше идут. Умахан-Юртовские хутора, Альтемир-Юрт, Нижние Умахан-Юртовские хутора. Дальше идет. Аулы эти существовали до 1840 небольших кутанов разбросаны. Это так. Дальше мы смотрим. Гихи до 1845 года самое большое население на реке Гихи находилось в близлежащих лесах, примыкающей к так называемой русской дороге в низовьях этой реки, а также на канавах, проведенных из Гихи, шоуданах, находящихся между этой рекой и Валериком. На самой Гихи находились Малагой-Юрт, Чирмахой-Юрт, Мазгарой-Юрт, Магама-Ирзо, Мирзахан-Юрт, Мачи-Юрт, Дахин-Ирзо. В этих аулах было до 1000 дворов после вырубки Гихинской проселки 1846 года и по очистке от леса пространство Гихи и направлено на большие кулары. Большая часть этих населения сосредоточилась между низовьями Валерика и Гихи на шоуданах, протекающих сквозь густой лес и образующие болота, проходимые только во время сильных морозов, и в верхних частях Гихи, прилегающих к Черным горам, первые известные под общим именем Куларысских и Джарган-Юртовских хуторов. И в них считалось до 600 дворов, которые после посещения этих мест нашими войсками зимой 1849-50-х годов поселились поближе к укреплениям в Большой Чечне или перешли на жительство в Черным горам. Вот. Идет перечисление их идет на каналах и шоудах между Гихи и Валериком находились Терги-Юрт, Магу-Ирзо, Даут-Юрт, Сунтай, Гехинкаж, Джамбек-Юрт, Зандак, Башинак, Ясан-Юрт и Кион. Вот такое вот название. Многие из этих селений вообще не существуют. Всем, кто от Ачхой-Мартановского района, они должны быть интересны, потому что здесь перечисляется почти что ни одно из этих селений фактически сейчас нету. А до 1000 дворов, между прочим, огромное поселение было там. Так, простите, я как-то не отвечаю на ваши вопросы. Так, дальше смотрим. Нижние Кулары есть там, нижние Курилы нету. Кулары есть. При СССР нужно было еще С добавить. Площадь Чечни сколько было, кто знает, интересно. Чечня твоя боль еще свежа. Так.
Население верхних частей Гихи, за исключением отдельных аулов хуторов. Вот здесь есть очень интересный момент один. Вот. Есть Галгай-юрт, поселены в один аул Валерик. 172 двора написано. Галгай-юрт. То есть оттуда они уничтожили, переселили, говорит. Вот откуда сегодня некоторые наши высказывания. Дальше смотрим. Мы еще не закончили Малую Чечню. И есть donation, кто-то задонатил по-братски, и это Хамзат. Хамзат. Аллах да садуэл будущник эзершка соду улетел. Огромная благодарность всем, кто донатит, поддерживает наш канал своими донатами. Огромная вам благодарность. Благодаря вам мы работаем, существуем во благо нашего народа и нашей Родины. Дальше мы смотрим. Население верхних частей Гихи, за исключением отдельных аулов и хуторов. Перечисление идет. Маусар, Нориквай, Муса, Асабай, Муса Уст, Измаил. Все исчисленные на Гихи аулы поселены в один аул Гихи, 600 дворов. То есть они были раньше бывшее место пребывания Наиба Саибдуллы написано. То есть, который Сайдулла Гихинский. Да, я об этом уже говорил, опубликовал, да, Дальше смотрим после. Мартан и его притоки Тенга и Рошня. На Мартане и его притоки Рошни до 1840 года находились следующие известные по своей величине аулы. Это все еще Малая Чечня, чтобы было понятно. Все, что мы перечисляем, это Чечня и это Малая Чечня. Урус-Мартан, Белгатой, Джарган-Юрт, Чурек, Пешхой, Рошня, Центрой, Цуантрой. В 1850 году на Мартанге находилось Гелхан, Мицин, Лачи, Чадой, Кантуай, Муртзали, Бузнакой, Сари, Тугай, Али Султан, Орша, Хотарашхала. Они тоже были в нынешнем Урус-Мартановском районе. Дальше смотрим. Хотара. Тенга, Эрбин, Лякой, Магомед, Айса, Рошничуа, Духки, Чурих, Мулачи, между Тенгой и Рошни, Дабу, Чирок. Все поселены в один аул Урус-Мартан из 1600 дворов. То есть укрепляли вот эти названия этих хуторов и всех их добавляли к Урус-Мартану, тем самым увеличивая его население. Здесь на 1600 дворов укрепление Урус-Мартановское упразднено. Дальше смотрим. С правым притоком Энгелик, Гойта до 1848 года в средних и нижних частях своих была заселена богатыми аулами более чем выше упомянутые реки. По ней находились. И еще. Сейчас. Задонатели. Мухаммад Харачоевский задонатил. Мухаммад Харачоевский дал духуахуэл. Дерезхил булдисник эзершка соудолетил. Мухаммад Харачоевский тоже активно помогает нашему каналу, за что ему огромное спасибо. Перечисляем теперь, какие села находились на реке Гойта и вообще Гуайтахляц. Смотрим. Первое – Устархан. Второе – Чижнахуай, Гойта. Третье – Чунгурвай. Четвертое – Эхшбатвай. Пятое – Геленгойта. Шестое – Мамук-юрт. Седьмое – Касыр-юрт. Восьмое – Алда. Алда входила в состав Гойтов. То есть Гойт и Цанихил и Алда по тому периоду. То есть в тот период еще, когда крепость Грозная не разрасталась. Все вот эти укрепления входили в состав Гойты. С восстанием Чечни, когда наши отряды начали ходить в Малую Чечню, жители этих аулов разбежались по лесам. Это он уже рассказывает про те села, которые я перечислил.
лесам, образовав множество отдельных хуторов с прорубкой Гайтинской просеки в 1845 году, устройством Урус-Мартановского укрепления. Многие из этих аулов перешли в Большую Чечню. Другие же изъявили покорность и поселились при Урус-Мартановском укреплении. Наконец, третьи ушли в леса Черным горам. То есть Черные горы это выше, вы знаете, Шуйты, вот как раз мы то, что говорили, Мержи, Цеч, Эхки, Даттых, Бамут, и Иметк Шушунючек. На Мартане в 1848 году выстроено на место бывшего Урус-Мартана укрепление того же имени. То есть уничтожили Урус-Мартан старое и сделали то с тем же названием, укрепление Урус-Мартаном назвали. Находились 4 отдельных аула. На левой стороне Чернохоевский, но я думаю, Чернохоевский будешь, Пешхоевский, а на правой Мартанский и Гердагенский. То есть Пешхуай, Чинхуай, Гендергной по имени главных чеченских фамилий, в них живущих. В этих аулах считалось по 1100 душ обеего пола. Вот когда основывали Урус-Мартан, они говорят, в 1848 году вот эти 4 фамилии, которые входили. Чинхуай, Пешхуай, вот Мартанский, на Мартанский Гендергной. Вот 4 фамилии. Мартанский, Милныш Буцаасума, но здесь Мартанский. 1100 душ обоих пола. Это Урус-Мартан. Дальше смотрим по Гойты. Все эти аулы с восстанием чеченцев удалились в ближайшие. Опять же, то же самое ушли в горы Бах. Просеки, прорубленные в Гойтинском лесу. Движение наших войск вниз Гойты заставили большую часть живших в этой реке чеченцев или переселиться в Большую Чечню и удалиться к верховьям реки ущелья Черных гор. Или изъять покорность и так далее. Ну, это то же самое. До зимы 1849 года на низовьях Гойты и на каналах, приведенных в этой реке, Сунжи и Мартан, жило 400 домов обеего пола, которые после набега, произведенного из крепости Воздвиженской, были разорены, и остатки их перешли на жительство в аулы, находящиеся при креплении Грозной. То есть это уже после разорения все эти селения перешли ближе к крепости Грозной, поселились в Ахце, после того, как были разорены. Это 1849 год. И у нас, пока я зачитывал, кто-то изъявил желание тоже Луиза. Что-то сегодня наши сестры помогают мне больше, что очень радует. Луиз дал саадуэл, булдиснек эзашка соуду летил. Наша сестра Луиза тоже. Луиза, Раиса. Сегодня 2 сестры уже, 3 сестры уже задонатили, 2 сестры и 2 брата задонатили. За что им огромное спасибо, за то, что помогаете нашему каналу. Дал доктор Ахтуэл, Болдиснега, дал Эзашка Соуда Кылшу. Ибраим, что у нас на YouTube канале и сколько количество людей, какое у нас? Так, по верхней части Гойты, притоки ее Энгелике в 1850 году находились следующие аулы. Мисерби, Ляшкруай, Уалкуай, Зумсуай, Гендергнуай, Мурдалуай, Байсун, Этой, Чунгруай, Чуанти, Тахен. Все исчисленные на Гойте Энгелике аулы поселены в один аул Геленгойты в 450 дворов на реке Гойты. Аулы эти известны под общим именованием Устархан-Юртовский. То есть Устархан-Юрт Олштурцанах. Это гайтинский, который я перечислял. 85. Ну ничего, хорошо, хоть 85, и то радует. Не забывайте, все вот эти тейпы, хутора были с названием этих тейпов. Чтобы чуанты, которые многие говорят чуанты, которые живут в Аухе на сегодняшний день. Не забывайте, Чунгруай здесь, Чунгруай и в Урус-Мартановском Чунгруай, и здесь Чунгруай, которые являются чистокровными ногчи. Вот, хотя некоторые балаболы сюли пытались говорить, что они не ногчи.
Арби задонатил, брат Арби. Арби дал духу ахуэл, будиснак эзершка соуду летил. Дал эту был. Огромная благодарность за поддержку от брата Арби нашему каналу. Я перечислил вот из них, смотрите, опять ляшкрой здесь есть, гендергной есть, зумсуа есть. Зумсуа есть не только здесь, здесь в Урус-Мартановском, Гойтинском, в Ачхой-Мартановском тоже есть зумсуа. Башлам, ассаламу алейкум, я родом из Урус-Мартана, ва алейкум ассалам. Это все, что я перечисляю, вот они были объединены в общее одно селение, Устархан-Юртовский хутор. Вот. Все народонаселение Малой Чечни простиралось в 1850 году до 2000 дворов. Тогда как еще в 1847 году, как видно из сведений того времени, оно превышало 4000 дворов. Представляете, какое? Почти что половина этого населения ушло. Следовательно, население Малой Чечни в 1847 году уменьшилось слишком вдвое, а в 1840 почти вчетверо уменьшилось. Или погибли в бою, или ушли в горы, переселились. То есть из-за военной экспансии, которая проходила в тот период, они переселились. Какое огромное количество людей из Малой Чечни ушло в горы или ушли в другие районы Большой Чечни. Опять же, здесь говорится не только в Черные горы упоминается и Большая Чечня. Нигде не говорится о том, что они ушли в Грузию, или они ушли там в Дагестан, или они ушли в какое-то другое место. Они переселились в остальные районы своей родины. Необъятно не скажу, но переселились. Вот. Вот так вот. Дальше смотрим. Не забывайте, тут речь идет о реке Гойты, которая с одной стороны это Малая Чечня, с другой стороны это Большая Чечня. Ассалам алейкум башлам. Со илсханюрта сесну алейкум ассалам. Хазхет дал дукуахуэл. Все, так, это я уже перечислил, то, что сократилось так. Дальше, теперь мы перечисляем Большая Чечня. Запоминайте эти селения, кто относился к какому селению, вы уже поймете. Кстати, при перечислении Берже здесь уже не забывайте, что в этих селениях в основном по карте еще в 30-е, 38-е года, нет, не 38-е, 1840-е, 42-е года, 42-м, граница Малой Чечни доходила до Галашек. Здесь же при перечислении он не перечисляет Галашки. Остальные да. Из всех селений Малой Чечни, которые мы перечислили, только одно селение, которое было небольшое, это Галган-Юрт, которых после, опять же, военных действий переселили в Валерик. Это тоже пишет Берже, то, что вы видите. Да? Дальше. Большая Чечня. Теперь посмотрим. На левом берегу Большой Чечни, деление уже по Аргуну. На левом берегу Чехкари, Атага, Старая Атага, Большой Чечен, 4 Топли. На правом берегу Озик-Юрт, Тембулат-Юрт, Атага Новая, Жиматаю, Ставнкул, Белгатой, Тепликичу. Кстати, Белгатой уже второй раз называют селение на равнине. Мы знаем только ту, которая вот в Большой Чечне, но в Урус-Мартановском тоже есть, было точнее хутор Белгатой. Дальше. Тепликичу, Дубаюрт. Вот это все по Аргуну, по реке Аргун. Что пишут они? Один из этих аулов разорен еще при первоначальном покорении Чечни генералом Ермоловым и последующих затем движениях и действующих наших войск, другие продвижения нашего отряда после восстания чеченцев в 1841 году, наконец, третье при заложении укрепления Воздвиженского. В настоящее время, кроме укрепления Воздвиженское, находившееся при ней двумя аулами Чехкаринского и Атагинского, на всем течении Аргуна не находится никаких поселений. Обе этих аулов заселены выходцами разных чеченских племен, преимущественно жившими в Аргуне прежних Чехкари Атага, которые они теперь и называются. Из числа этих аулов первые 6 принадлежат ичкеринскому обществу. Первые 6 это то, что я перечислял. Тепличу, Белгатой, Ставанкул, Атах,
Темирболот, Озек-юрт. Дубаюрт не входит туда, имеется в виду, не к ичкеринцам они относят Дубаюрт, к Шатоевскому относят. И плюс Чахкаре. Дальше смотрим. Бас, по реке Бас, они селение по рекам определяют. Мехкаде, Арште, Тозен Шаудиннички, Чуштурин Ирзо, Хаттуна, Абдул Хаттуна, Абдул Басенберди, Люмик, Ахайн юрт, Харчо, Зармой или Имай юрт, Джаба юрт, Цуантрой, Ширди, Хамерз. Дальше. До осени 1849 года на Джалке и по каналам, проведенным из этой реки, находились следующие аулы. Салай юрт, Азамат юрт, Чертуай юрт, Мискер юрт, Эрсеной юрт, Чири юрт, Иса юрт, Барзой юрт, Халил юрт, Эсенбулат юрт, Эльдерхан юрт, Алирой юрт. Ахты в 1858 году по принесении покорности переселены в новые аулы Большой Чечни на плоскость написано. Смотрим, что же говорят об этих селах. Здесь количество написано 600 и 500 дворов, если я не ошибаюсь. Это вот по Басу, который... Из числа этих первые 6 принадлежали ичкеринскому обществу. На Басе находился аул Шали, окончательно разоренный нашими войсками в 1841 году. И теперь они опять поселены на старом месте в числе 780 дворов в версте ниже укрепления Шали. Дальше смотрим. Это то, что я перечислил вам между Джалкой, который в 1850 году население Джалка увеличилось еще таким же числом дворов, потому что с устройством укрепления Теплекичу все аулы, находившиеся на Аргуне, Балуай, Пханкичу, Кэж, Муцаран Ирзо, Гачлуай, Генджабой, Дышни, Шахмурзи, Гурдали, Азорса, Сатабай и Булых переселились на эту реку. Следовательно, все тогдашнее население Джалки простиралось за 800 дворов. На Джалке находились также известный по своей величине, по богатству аул Герминчук, уничтоженный в 1841 году и не один раз году, и опять поселенный на том же месте из 600 дворов. Это Герминчук. Вот. Дальше. Так, нохчу, башлам дал эту барха. Онак остал мял дичуна. Дейрес хил нохчу. Дук баца, но гона осталоч. Ой, 5, 6, до 7 человек. Иногда так бывает. До 10 человек доходит, кто пытается хоть как-то помочь. Опять же, никто из нас не богатый, по мере возможности дает еще что, жим-жим скидывать. То люди, чтобы не думали, что там это огромная сумма. Нет, обычно дашь беш миск бус, а сосон беш. Там небольшие суммы, короче, ладно. Продолжим дальше. Большая Чечня. Гумс или Гудермес. Чтобы было понятно, здесь в основном идет только о чеченских селениях. Здесь в основном проживают только чеченцы. Это уже в тот период. Гумс или Гудермес. Первые 12 аулов принадлежат ичкеринскому обществу. Перечисляем. Эрсной, Экшбатуай, на хребте Эрсной Куарт, Эрсиной, второе Экшбатуай, третий Гунуай, четвертый Ачеришка, пятый Курбени, Кюренбен, Хутор Балта, Пасай, на правом берегу, на правой стороне Тезенкал, Курчалой, Ширдимуак, Гизенчу, Ашимхи, Зникале, Ялхоймак, Янбарцмак, Джугурта. В 1859 году все аулы лично принесли покорность главнокомандующему, но как они находятся в горах, то нет сомнения, что их выселят на плоскость Бах. Дальше.
Это 1859 год, чтобы вы знали. Это время, когда имам Шамиль попал в плен или сдался, или черт его уже. Дальше селение Гижал, Джоурт, Джансы, Синжалхан, Даурбек, Калай, Петкин юрт, Зандква юрт, Галбон, Гаж Ирзо, Шамиль юрт, Таран юрт. Первые 12 аулов принадлежат Ичкеринскому обществу, он там перечисление. Таран-юрт. Притоком Гудермеса в левой стороны Хулхулау, что по реке Хулхулау, какие селения находились. Чермуа-юрт, Харачуа-юрт, этот аул находится выше укрепления Ведан в 7 или 8 верстах на реке Чей-Ирзо, Эхкин-эл. Ведан, Дыхный Ведан, Дышний Ведан, знаешь, разорены до основания. Хайдакан-юрт, Жентимир-юрт, Арсана-юрт, Тирка-юрт, Сант-юрт, Бески, Ойтер, на правом берегу Хулхулы Сержан-юрт, Хаки, Мурдал-юрт, Кути-юрт, Асабай, Эшбатой или Мамазай, или Мимазай, Гайтуай, Гунуай, Таурбулат, Ахтуай, Рукуай, Баппи, Бапай, Ваппи был мячук, сахош. Аул тремя предыдущими находившимися в нижних частях Хулхулау, с правой стороны. Здесь перечисляются вот все эти селения: 450 дворов, 120 дворов, 270 дворов, 210 дворов. Бывшее место пребывания Найба Талхига, Найбу Меттигю, перечислите на шериашу. Дальше идет хищник черного цвета. Дересхал. Идет селение Мичикюрт. Это все селения, которых сегодня вы не слышали или не знаете. Значит, этих селений нету, их уничтожили полностью. Хотя они не скрывают, и здесь уже говорится, что они все уничтожены. Гердель-юрт, Гордель-юрт, Маслагаш, Дунген-юрт, Эль-юрт, Элсхан-юрт назывался. В 1858 году эти аули переселены на плоскость Большой Чечни, на притоках с левой стороны. Дальше мы смотрим. 300, это на Мичике, которые находились. Там 320 дворов. Дальше, с левой стороны, все еще Большая Чечня, не забывайте. Идет Гансал-юрт, Ойти-юрт, не Ойтар-юрт, а Ойти-юрт, Хайдар-юрт, Бачи-юрт, Бата-юрт, Казбек-юрт, Пхэн-эл, Пхэн-ан переселены, Касуай, Гур-эн, Карсуай, Гури-эн, Шоудан, Илсхан-юрт. Переселены один аул, Бачи-юрт, из 560 дворов по обеим сторонам реки Гансуат. Речки и каналы, находящиеся между Джалкой и Хулхулау, перечисляются дальше. Ручей Арджи-Ахкен, Сиси-юрт, Кайсан-Ирзо, Арафа, Урук, Муртаз-эль, Махты. Канава, проведенная выше бывшая Сержин-хутора. Дальше селение. Чекуа-юрт, Бази-юрт, Янарс-юрт, Ажуа-юрт, Яс-юрт, Джемель-юрт, Чухин-барц, Ямирс, Джамбай, Арснуай, Эльстанджи, Араби-юрт, Базинкал, Сусурка, Даулет-юрт, так, принадлежавший к Ичкеринскому обществу, Эльстанджи Юмацун, уже дальше идет. Кедаючу, речки, канал Хулхулау, Гудермесом, канал, проведенный к автору дальше, реки Гудермес. Гильдеген, Асаба-юрт, Дадур-юрт, переселены в Новую Большой Чечни на плоскость. Хулхулау, ниже Ойтро Оспан-юрт, переселен в Новый аул Курчалой. Герми-шоудан, Цоци-юрт, Имен-юрт, Куини-юрт, Маци-юрт, Сартал-юрт, Цин-юрт, Ислам-юрт. Шоуден-гизен уля, Хаджи-юрт, Гертме, Талинг, Али-Султан-юрт, Сюли-юрт, Курчали, Кульши-юрт. То есть Сюли-юрт, название хутор, Сюли Ашбал, хутор хала. Хомик, Хазри-юрт, Инди-юрт, Ляч-юрт, Гаме-юрт, Бона-юрт, Анто-юрт,
Илик-юрт, Уздмир-юрт, Мусор-юрт, Ирзо, Исрик, Искерик, Майртуб. Вот перечисляем. Все народонаселение Большой Чечни, общество мечекизов в 1850 году состояло из 7300 дворов против 1847 году, когда увеличилось слишком на 1500, собственно, переселившихся из Малой Чечни. То есть было 7300 дворов. После переселения из Малой Чечни оно увеличилось в 1,5 раза. Он говорит. Так, дальше. Ичкерия, Аксай, Нажиюрт, Теценкал, Мискет-юрт, Белгатой, Центарой, Гурдалой, Гуардлой. Последние 5 улиц заселились вскоре после прохода наших войск в 1845 году. Только разница некоторые от Аксая, там Мискет-юрт заселено около 1849 года. Здесь, кстати, можно найти данные, когда какое село, некоторые села основаны. То есть в 1848 году, 1849 году в этом. Гуардано юрт, Шуано юрт, Алерой, Шоухалберде юрт, Ишхой ойли. Вот это селение, которое есть. На правой стороне Дарго, Беной, Энген, Ангиной, Сейсан. Нет сомнения, что все эти аулы также будут переселены из гор на плоскость. То есть идет тотальное переселение из горной части на плоскостную территорию. Кроме того, до 1840 года правую сторону Аксая выше Гирзель-аула находились следующие аулы. Аташ-Отары, Ахмед-Талай, Зими-Отары, Балансу, Сагантой, Наки-юрты, Бейт-Махки, Даби-юрты, Айт-Махки, Гуардла юртю. Дарго заселен вскоре после прохода нашего отряда в 1845 году. Он имел в 1805 году не более 600 дворов. Аулы эти ныне не существуют, и жители их перешли частью на Кумыкскую плоскость, частью далее в горы Ямансу, направо Аксай. Это Аштар юрт, юш у нас есть Ахмед Тала, юшун Зимой Отар, юшун Балансу, юшу Сагунто, юшун Наки юрт, юшун Бети Махка, юшун. Вот эти Бети Махка переселится один варшун, я известен, Байрах Натвеха говорит. Дальше идет продолжение. Большая Чечня, чтобы было слышно. Аух. Большой Чечне относился Аух в то время. Ямансу, с левой стороны, это уже по Ямансу реке перечисляет, это еще не Аух даже. Гюржимуак, Зандапкор, Гендергной, Ригвент Аджиюрт, Буртан-юрт, Карасу-Отар, Беркинхой-Отар, Алхан-юрт, кстати, там тоже есть Алхан-юрт, Сегендой-Отар, Реган-Каш, Балтлетли, сверх исчисленных яулов Ямансу находились еще следующие: Джентеми-юрт, Буни-юрт, Арсени-юрт, Сато-юрт. Из них первые 3 разорены в 1840 году, а последние при действии наших войск в Аухе в феврале 1850. Уже перечисление идет ауховских селений. На правой стороне реки Ямансу Даттах-юрт, Гулай-отар, Аухай-отар, Дурмат-отар, Бейтми-отар, Гапук-Мулла-отар, Орзой-отар, Давлетби-отар, Арслангири-отар, Булай-отар, Аджи-юрт, Сайбулат-отар, Озин-отар, Магомед-отар, Нуркин-отар, Кейтминг-отар, Кош-отар, Мамуш-отар. Все они являются Маусар. Если хитсани уавил шел хитсдуй, это хитсани уаягаряш будешь. Но он тогда он их причисляет еще к ауховским. То есть Аухай Махбари церцани перечисляет, я шутку, за счет того, что Ямансу хидари цут яхларитер.
левой стороны, левых притоков, Виси Ирзо, Байкиш Отар, Абдурзан Отар, Адельби Отар, Байговат Отар, Ханбатыр Отар, Маган Отар, Султанбек Отар, Марцик Юрт, Мустафа Отар. Из них две первые разорены в 1840 году, последние во время действующих наших войск Аухи 23 февраля 1850 года. На правой стороне Шараш Юрт, Отарят, Шараш Юрт, Межгар Юрт, Мажар Юрт, Байтарбек, Зандак, Хасанбек Кент Хотар, Джоутар Отар, Аурти Отар. По Акташу селение на левой стороне Белал Отар, Илар Ирзо, Актахан Отар. На правой стороне Аух Отар, Вис Отар, Джамбек Отар. Все же вообще население Малой и Большой Чечни, Ичкерии, Аухом и Мичигизовским обществом простиралось в 1850 году примерно 14 тысяч дворов, что составляло около 70 тысяч душ обеего пола, полагая каждое семейство среди числом 5 душ, и относились все к Нохчи обществу. Все. То есть все, что перечислил, селение, которое я вам перечислил, вы очень часто спрашивали про Ичкеринское, не Ичкеринское. Там рассказывается о каких селениях, которые были по рекам Гудеремес, Акташ, Ямансу, Хулхулау, Аргун, Гуайта, Ачхой-Мартан, Фарта. Все эти селения в основном я вам перечислил. Многие из этих селений ныне уже и нету. И не существует многие. То есть они вот эти маленькие хутора убирали. Некоторые нарнийские д'Артаньяны пытались указать, что якобы только их укрепляли, чтобы вот их растворить, их народ и все остальное, чушь собачья. В царской России было так проще, чтобы управлять хуторами большими, одними едиными. Поэтому маленькие хутора уничтожались. Как вы видите, многие из них, они были в основном по тейповым названиям были. Масар-Нахил. Вот эти все названия, которые, чтобы вы понимали, эти названия, которые существуют с 1848, 49, 50. Все селения, которые я назвал, можно отнести к этому периоду. А другие селения, которые мы перечисляем сегодня, их не существовало, чтобы вы понимали. То есть географию расположения всех чеченцев и Чечни их не существовало, которые ныне вы слышите. То есть они были созданы в более позднем периоде. Они уже перечисляют. Даже Большая Чечня. Во-первых, с Малой Чечни с запада шла экспансия, завоевание Кавказа. С запада переселялись уже в Большую Чечню, а не столько с востока. Такие вот, там же говорится, посмотрите, Белготой 4 раза селение перечислялось. Белготой. Гендергной фактически где-то 3-4 раза перечислялось. Биной то же самое перечислялось. Очень много. Джалка упоминалось 3-4 раза, что одна из самых богатейших мест. Шали фактически почти не повторялся. Один раз назвали Шали, которая была уничтожена, и опять ее возродили. Атаги, старые Атаги, намного старше, чем новые Атаги, позже основанные. То есть многие вопросы отпадают автоматически при изучении данной книги, поскольку они фиксировали по завоеванию, по тому, как они продвигались, какие силы. Они сами не скрывают биржи, говорят, уничтожились, переселены, уничтожили, спустили вниз в горы, кто-то переселился в горную часть. Вот так все и происходило. То есть селений, которые нету в этих перечисленном списке, для всех понимающих, а в то время пристально, как бы с большой такой лупой наблюдалось на карте Чечня, селений, которых нету на этих перечисленных местах, значит, они не существовали. Их начали уже, дали им название, и они появились позже.
они же также и называют, и стали даже какие-то, если перечисляются уже другие русские станицы. Чертовой упоминались, Уардлой упоминались, Энгной упоминались. Несколько раз упоминались Эшбатой. Я как бы, что, конечно, для меня немножко удивительно. Вот. Дзумсуай упоминались 2 раза при переписи. То есть здесь нету никаких вот инородных, как там многие пытались переписать и зафиксировать. Вот так вот. Это, не забывайте, и это только те части, которые относились верхние. Кроме них, еще были территории мирными чеченцами. Не забывайте, селяне, которые были хутора, которые были вместо крепости Грозная, заселением крепость Грозная. То есть это все при Берже не упоминается. Хотя, то есть даже еще до Берже были некоторые хутора, которые уничтожились. Их 26 до 40 говорилось, что где крепость Грозная находилась. Я публиковал, где-то они есть, я уже каждый раз и там же были и Вам-Акхе, и другие тейпы чеченские, которые переселены уже с местности, где находилась крепость Грозная. Ладно, я что-то читаю, и давайте я вам буду лучше отвечать теперь на вопросы, чтобы как-то было не так. Ну, вот видите, в чем польза этих книг? Польза заключается в том, что многие, кто задавал вопросы про селение, когда наше село основано, когда это основано, находишь вот в таких элементарно простых вещах название своих сел и когда они были основаны, кто был основателем. Вот, допустим, по Урус-Мартану мы узнали, кто в основе во время основания, что из 4 тейпов состояли те, кто основал, уже основал Урус-Мартан. Кому бы как бы это не нравилось, но факт, в 1859 году, когда Берже, не забывайте, именно по Берже и по его акакам, то есть картам историографической и историографии, Берже сделали многие документы, исходя из этого пользуются. То есть я еще фактически не дошел еще даже половины информации не зачитал, которая есть по этим вопросам. То есть большая часть он, конечно, пропускает. Но не забывайте, что это уже 59-й год, это когда уже Шамиль сдается, попадает в плен. Это время, когда уже сдается уже этот период. Почему? Потому что в 59 году мощи уже у него не было. Но здесь же говорится о Дарго, введено, что эти селения полностью были уничтожены и разорены. Эрсну, Агуну, Чарту, Джунгру и так далее. Все эти тейпы там есть. Это вам норницы. Мы-то не сомневаемся, что наши чистые наши. Да, конечно, вне всякого сомнения. Все они есть. Все они есть. Просто зандакские. Проблема в том, что сами представители этих тейпов должны были быть вот с нами, понимаешь, когда зачитывают информацию про них, чтобы они могли сами как-то это знать и брать на вооружение. Вот это важно. Просто получается, что некоторые люди борются за истину, а некоторые просто-напросто отсутствуют. Из-за их отсутствия, из-за их пассивности люди думают, что вот есть некоторые люди, которым там, допустим, ты, которым проплатили. Они же говорят, что я проплаченный, что мне за это платят, что мне... Артем вообще офигевшая морда, сказал, что мне спускают информацию, я ее просто зачитываю у себя в эфире. А это потому, что, оказывается, ко мне когда-то пришел председатель парламента Чеченской Республики в эфир. Только Артем забыл сказать, что именно Артема братва,
пошла, настукачила на меня, написали ему, донесли до меня, занимались своими сикофанскими делами и сказали, что я здесь кого-то оскорбляю. И только после этого председатель парламента пришел в эфир и спросил у меня, после того, как я ответил, что мы никого не называем, даже народ не оскорбляем, или тейпы не оскорбляем, и тухумы не оскорбляем, просто называем лжецов норницами, он ушел, все. А Артема со своими сторонниками зашел и начал говорить, что типа ему информацию спускают на бумаге, и он зачитывает. Иначе быть не может. Как вы себе представляете, если бы ко мне в эфир пришел там председатель парламента, это говорит Артем, который сегодня хвастается личными связями с прокурорами, с Юрием Чайкой и адвокатами и всем остальным. То есть, получается, ты тоже теперь засланный казачок, потому что у тебя с Чайкой, Чайка смотрит твой эфир, там другие адвокаты, прокуроры смотрят твой эфир, значит, ты тоже засланный казачок. Ну, по твоей же логике я говорю вообще там, тот, кто любит Артему. Поэтому это глупость и тупость, никто никого ничего не проплачивал. Мне абсолютно никто не платит, 5-6 человек или 10 человек максимум, которые здесь есть. Иногда, которые в Европе там на Ютубе сидят, некоторые там, человек 3-4, которые донатят, Ибраим знает это. Там у нас 3-4 человека, которые помогают. Все. Больше никого. Вот они и составляют мою заработную плату, грубо говоря. Когда бывает. Опять же, кто, за что платить? За то, что ты рассказываешь свою историю, свою географию, не знаю, этнографию. Да, мы обсуждали вполне даже не исторические моменты, которые нас интересуют. И всегда это делаем. Пожалуйста, только сами поднимайте вопрос, да, нам бы хотелось сегодня. Да, я не хочу заниматься внутренней политикой. Почему есть на то, я думаю, вы не глупые люди, понимаете, что это ни до чего хорошего не доведет. Сколько людей, столько мнений. Кто-то есть, кто дома, а кто-то есть, кто за пределами. И говорить, не каждый может говорить там, что хочет, как хочет и так далее и тому подобное. Потому что незнание закона не освобождает. Здесь за каждое слово нужно смотреть. Если у тебя нету доказательств, сболтнешь, надо отвечать. Надо куда-то уехать в Африку, сесть там под пальму, взять там MacBook, печатать там на солнышке, попивая кокосик, я не знаю, свежий. Говорить, наверное, проще. Но тем, кто находится здесь дома, кто днем и ночью работает, пытается как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы все работаем на будущее нашего народа, нашей Родины, нашего государства. Называйте как хотите. Вот. Болтать, языком чесать, конечно, кто не хочет хорошей жизни. Я сомневаюсь. Я тоже смотрю красивые машины, смотрю красивые фирменные вещи. Все это тоже обычный простой ногчий, как и все остальные. Ничей не раб, ничей не прихвостень. Каждый человек может, вот просто кто-то тянет, кто-то не тянет. Много же было наших блогеров. Много было наших блогеров, которые начали работать, но просто не потянули, потому что реально это очень трудно. Амин. Это трудно самому тянуть, чтобы сидеть над этим, работать, проводить стримы, все за свой счет делать или без поддержки. Многие не потянули. Я с многими из них общался. Говорили, просто не вариант. За 100 рублей, 200 рублей, там иногда кто-то, если кто-то там донатит по большому, если у кого-то получается. Редких случаев бывает, чтобы такие были. А жить на эти деньги невозможно. И тянуть невозможно. Да, конечно, российские блогеры, там, рекламу, все остальное продвигают все это. Исторические блогеры, те, которые ведут, это немножко сложная ситуация, потому что специфика своя,
Да и люди думают, что здесь сидят, только рассказывают про определенные только исторические моменты. Нет, рассказывать и общение может быть по-разному. Проблемы общества, молодого поколения, все это важно. Да и плюс, когда сидят некоторые твои представители твоего же народа, пытаются задеть, как-то ковырнуть, там, сказать, там, ты плохо там читаешь, или ты плохо знаешь свой родной язык и все остальное. Хорошо, что ты знаешь хорошо. Никто не сомневается. Но только вот заведи свой блог, помогай бесплатно, рассказывай, делай. Все вот во благо. Я ни с кем не спорю, не говорю, что кто-то лучше или хуже знает. Я пытаюсь как-то это изменить ситуацию. Помочь по максимальному. И бывает немножко непонятно, когда тебе, шутки шутками, чтобы там, я понимаю, я сам люблю и шутить люблю, и все остальное. Но, как говорится, не на руку врагам Отечества и других. Сегодня мы посмотрели с вами ролик, которому без малого почти что 30 лет. Вы видели, вы слышали все это. Ничего такого сверхъестественного. Они в то время говорили как есть. И ничего не изменилось. Пророческие слова многие исполнились. Особенно касаемые там по границе и проблемы для молодых ребят. Нравится это или не нравится. Ну да ладно. Ибрагим, есть вопросы? Задавайте вопросы, задавайте, чтобы как бы не было. У нас, конечно, в дальнейшем очень много вопросов по междуречью Терека и Сулака, по левому берегу Терека. Это, конечно же, очень много чего нового и интересного будет, конечно же. Но Да, кстати, вчера Казбек говорил про камень, я не показал его. Вот посмотрите, вот об этом камне идет речь. С петроглифами, который был найден. И Адлан Гендеевич задонатил. Адлан дал духу ахуэл. Болдиснег эзашка соудолетил. Так. Белгатой. От белгатоевцев задонатил брат. Если не ошибаюсь. Брат Шамиль Белгаттой Элхаттин Хадайтин. Вопрос вот с таким сообщением отправил. Да, Саадуэл Шамиль, да, Духуахуэл, Булдиснег, Эзешка, Соудолетил. Донат получили от Адлана и от Шамиля. Огромная благодарность за поддержку нашего канала, за то, что поддерживаете. Вот тот самый камень, который прислал, говорил Казбек, посмотрите, насчет петроглифов, который найден под землей. Вот. Мало кто может похвастаться вот такими петроглифами. Норницы особенно, которые упрекают, что мы у кого-то что-то своровали. Я очень сомневаюсь, что кто-то воровал вот этот огроменнейший камень, который входил, если я не ошибаюсь, вполне возможно, одно из строений. Посмотрите на это великолепие. Всем видно хорошо? Или мне, может, убрать мне сообщение? Видно всем? Наша история еще полностью не изучена, поэтому находки в горах будут проходить. Будут находить все новые и новые, потому что мы еще не все изучили. Видно всем? Да, Аллах буква, да. Ногче лямнишка. Оладу. Ну вот смотрите.
Вот так вот, как видим. А посмотрите на эту красоту. Вы думаете, это Ингушетия? Нет. Это наша Родина. Смотрите на эти красивые башни. Жилые, трехэтажные, четырехэтажные. В плюс и боевые башни. Это все наша Родина. Так что есть и вот такое тоже. Более старое. Так. А вот хорошая новость из последних социологических. У меня спрашивали про перепись населения. Все население указывает, посмотрите, указавшие национальную принадлежность. Вот. Это по последней переписи. Я всех представителей нашего народа, Нохчи народа поздравляю. Третья, самая титульная нация, это Нохчи. И общее количество, которое указали, что они чеченцы, это по тем, кто провел опрос вообще. На третьем месте сперва русские 105 миллионов, потом татары 4 миллиона 713 тысяч, и на третьем месте чеченцы 1 миллион 674 тысячи 854 человека. Это вот по последним статистическим данным, которые есть у нас. Которые проживают в России, прошу не путать. Сюда не входят страны СНГ, сюда не входит Европа, Ближний Восток. Вот этот список последних социологических опросов. Количество чеченцев, как вы видите, на третьем месте это вот, находится Нохчи. Да, кстати, многие записали, и я в том числе, когда во время переписи мы записали не как чеченца, а именно как Нохчи. Но, видать, статуправление, походу, решило записать под названием, зная, что Нохчи это есть чеченцы, записали именно как чеченцы. Так что от всей души поздравляю наш многострадальный Нохчи народ с тем, что без малого нас в России, по крайней мере, где проводился социологический опрос, 1 миллион 674 тысячи 854. Это именно только чеченцы, прошу не путать. Там есть и другие национальности, и поэтому вот такой. Вот есть еще один интересный такой документ, тоже исторический. Коммерческий банк Терек, ЭПУ Эрштхо, в коммерческом банке. Второй мы быть никак не можем. Татары на втором месте 4 миллиона с лишним. Третье место за чеченцами. Да, конечно же, я говорю тоже, не забывайте выбрать другой объект. Это только за наших чеченцев. Да, и вот эта карта очень интересная. Как вы видите на этой карте, это немецкая карта, ныне называющийся Андийский хребет, на немецких картах назывался не Андийским хребтом. Там за моей фотографией не видно, а именно он назывался... На немецких картах он называется Кистинский хребет. Ныне его называют Андийским хребтом, чтобы было понятно. То есть это чеченский хребет, а за этим хребтом уже находились, вот где Ансалта и так далее, по реке Сулак, по левой стороне находится Сюли, а по
этому хребту находились, название было Кистинский хребет. Ныне его называют, чтобы не называть его чеченским хребтом, называют его Андийский хребет. Хотя андийцев раз-два и обчелся. Это очень маленькое общество, небольшое, но почему-то решили назвать в него. Походу, все чеченское очень ненавидимо было представителям истеблишмента. И вот наша красавица. Это вот фото, сделанное недавно. Посмотрите на эту красоту. Как же красиво. Да, увидев вот эту фотографию, увидев, сколько на них башен, некоторые представители сделали на одну башню больше специально после того, как узнали, что здесь на этом фото находится такое количество башен. Тоже мне сообщили, сказали, что после того, как узнали, что у нас на нашем замковом комплексе находится там 7 башен, они достроили и сделали 8 башен. Поэтому, чтобы вы понимали, это башенный комплекс, это Чечня, это Нохчичу, это Шаройский район. Вот. Ну, что вам можно еще интересного показать? Количество я вам перечислил, показал статистические данные, показал, что еще. Я даже не знаю, что еще вам можно показать. Остальное увидите в статьях. Не хочу я сейчас больше показывать. И вот такая карта есть еще. Но эта карта, турецкая карта, тоже найдена. То есть есть Тифлис, есть Кавказ. Такая карта от любимых вами турков со своим великим Тураном, который так сильно... Ну, еще раз я хотел бы показать вам вот этот обелиск, который найден в горах Чечни. Посмотрите, какое количество петроглифов просто на одном камне из Нохчи башни. На одном камне. Вы представляете, есть башенные целые замковые комплексы, на котором нету даже и половина вот таких петроглифов. У нас в целом замковом комплексе нету. А у нас на одном только камне нашли вот такие вот петроглифы. Это великолепно, это все само собой, это Нохчичу, это наша родина, это, думаю, что реально еще все вот изобилие подлинных, архиважных исторических памятников не обнаружено в горах Чечни. Мага, ассаламу алейкум. Чурт Даци, это не чурт, однозначно. Башлам, у нас целое старое кладбище есть с такими петроглифами. Это хорошо. Это хорошо. Чурт Даци, кешнеш Даци, Каринек. Да, это Казбек, который прислал вчера в эфире, вот это оттуда. Так что вот такие прелести. Но если вы хотите, давайте, Башлам, расскажи про гору Нашху. Я про гору Нашху уже рассказывал. Если хотите, можно посмотреть еще раз этот ролик. Посмотрите. Все, кто не видел этот ролик. Istujon hinse, vaja mahkahtuls bola hiitsmistujon. Üs
Wel halga, wel kigins kamche, wel dakniche massa bolsan istkiyon şişton. Disen. Tanova böyle habo du ikamç diyor. Akvay diyor hitsat. Ve vehri havayı diyor üç. Daha stoyaç bol. Sara sobur dara el. İçer yuhlarin diyor. İşte ona ser ok sadu var ve el. Yok kahti açtır mı diyor ona. Ser de ok kidek diyor. Suintet. Nohçi poçak dakiktir. Nohçi poçak sadece ismet yay taşıra. Автономная республика. Kanayno автономная республика. Ki yakalağı hiç olsa ve on bakon şöyle. Sundayla tane oğa güçlü. Nohçi poçak. Yüzün poçak suintet dakiktir. Nohçi poçak. Yüz poçaklar ve kolumdan tubi bahset. Kolum tubi bahset. Республика Кайкушевича, чем та должность мехшелиз эльхит. Хуна о бенчталмаште дуакчо ос республики Кайкушевиз, Ной район, Шуковский район, Терк район, Грозненский, Шейл район, Гримсий район, Нажиюрт район, Веден район, Шют район, Халхамартентир, Иамартентир, и район. Сулсонаха цайзер избай Кайдуй толшера, Нахчичуя Галайчу, Галфтулсена. Hiç dozmuştu. Düz osnohçi poçalkı Kaykoşeliz. Şöyle onun mağdetleri oneri nohçi yaşçılıyız. Allah kıstane çıkılıyız. İşte onu kılıyız erkeği tutulsun diye. Söz ve hakkın şuru tamamı iride çabaya uç. Ayşe bu evi koyuyor hayvanlar. Şu rayona zimbe kıyış rayona şu nohçi şu hayvan kıyış rayona şu zimbe dolaylar da hav astis da hav. Nu houdu eens zo'n hoogje toch uit een doos is gewerkt zo'n hele nodig. Şimdi kwestiya. Onun yetişmiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve değil perstulurdu ve stulurdu biyon. Veyne her jimuhar kantiyona. Veyne de dostu kovmuştu. Ve belgin ve liyel çıkılıyla liyel diyona. وين كان الوانسك شاوي دام تقاتل بعندر شويس نبلش بلد ابو التالين ايد لو وين ما خاري وين قوتين وشادك كوشلو إذا دي هنا ذلك دي هنا إيه دال دا إيدن يهدي هون هم يفتدعكن ويش دي هون داي بيعنش دين داي بيعنش وين وري دايش كدين تاوين خيلش ومسي واخويشن خز دي هنا بيتا دي هنا واخويشن أشتوت شده دي هنا هنسك إذكرك دي هنا أتصندلهم دي شويق يقيشتل هم نشلي ونادين هلا قدري هر وقت قدري بوشتل هم نشليون بقدو شخصتل شتل هم نشليون نوضو ناهن جو نوضو اشليون أسن تجيش ناهن نوضو تابقى كنت نوضيون كيشتر كنت أجدال اتو بويل مسلمية والله دال اتو بويل نوخشي دال اتو بويل دال اتو مبويل خاصلي فولشن ساتن بوش بوصل ما هي دال كيف ناهي خاصلي فولشن يخاطر وين دي هنا دو دعوة شغال كشي خاطر شوي شعب يدو وين بقدر اشتيهم قدش الخلي دي هنا خاطر فالمتك دي هنا دين دي هاد خندي بوش دي هون سعر دي هون سلسل شيخ إلا يوتشل داد ودي هون نقشي شو واحد يوش أصغر عشي تحيط يقلع كندول هما إجونا هنا هنا دي هون قوم دو إديش تاركوا إذا دود أستريت شيت وقت جودي هروش توش كنا ديون سكنا خلش متي ديون شا خلش يجوز خبر شيء هل كله يلوش تلهم شيء ديتن دي هنا سياد يعني تشاد خلق وش كتش بتيا إدوش شا خلش ده هو التر لا تون غلغة نسبة غيرت المتك سيد لا دوش مخبوش ديون أبليش غلغة بعد وي خوش شيء يتدي ياس ديون تحد ديون داك إيدو خمسة اسمه داك قصة ديون آل تنبك حي أولوشنا ديون هالسيتم بولشنا ديون دا آل إتش ديون الشيء خلا يوت خير يوت شول السون جري وان ديون هنا دين توني تطور شيء جوز اللي إتش أيوك إيه أحمد يصير أيضا ناقا سير أيضاش عبد رشيد ناقا سير يكون سكرتان رئيس بوكون بيزدان سير لقش أيضا شابول شون خوش دو ديون إيش إنسا خوش تعايش أتسونا ملش ديون
Otun govuşar, uçar, şu gramatni borçlar, şunu doğru düşünüyorum. Hoşun doğru şunu etti sayar, şunu kaletti mağiyat. Hoşun grumma diyişler, dağlar duvar, hoşun ne yağır diyorsun, lak dokuz, muhbak bari yakal diyorsun, kız diyorsun, zakiyetin borçlar diyorsun, inak diyorsun, hiyetin diyüş diyorsun, sık yetiş, iyente bak. Saat üç, hoş düç. Osnok diyorsun, zulüm diye huma kızlar osna vayım dakika vayım huma diye dersa kedin çan diyor zulüm diye osna diyor ona hasiyetin boşa işemet kavile seyder idul khahin seyder sen açın diyor كان توش دابا مقاس عاري إذا وجه بورسات ديجيتال diyor خبر اسمه diyor ona konut diyor İlayna yubali diyor işte bu taklit diyor kodadık diyor كان وين صياد اليوم دوت شهر وين زين متك سيد وين متك سنة ميز عادي على شو قمتك ميز اليوم أتي أليس اليوم إيش اليوم في تصون وهو نقطة عن أوران تيرا حدا وغش تعبير فيدو سعرت وهينت هم خلا دات خير دات وين يمكن ماست خلا خليش وين ديبوتاتش وين إسر ديبوتاتش حجيوس و نونويوس هق أبو زارع هق وشيتسر ديبوتات هريوس شايوكي وطوم خاليش تسبعي وهوش سير أسيتي دوش أرجني كيدي دوش هكي وطغلا أوتنومي غوكتيسنا ويدوتردو يقصانا غوخيلرمي وي نوخشي سويرياني وي باتشاق داخل يقوارتسانا خلا نيا قودن بحتي الخيط وين سوتيح نقصان وي ووشش تانسخير وي تمك يشتخير دو تانخير يغوش كيتا ترلوي سيد كير شو نوخشي سوينجي داخل خوات هيت سيرفيشا غلغة أفضل من يتطلع ولا يجي ياسب وهيت يهلا تعطي ويسافر هو يجي سو ودي بتي لو يجي تيم ودي son Musa cümle şeyler otsatın. Son hafiyetona için nasıl şey mehke şey paçavda kayıcı şey sülkede kayıcı koçunha dik kolgi öylece Allah doğru sonra dokdan artı doktor bir erkeğin hem de erkeği ve paçavda kayıcı için doktordan nahbela always Respublika kayıcı akı Respublika kayıcı serdanı пригородные он сан хацелчи эрят вы веш дон республика кайкарет дакайкатан дон сан дяш оду эрхеш дон из докудиса дитанес ихтеш 34 فوضى أبها نقل بالبوت ويلي تعلق شو الله يدرك على جريد تعديد البيع شي وصلنا قلي بقي ديت لا قلت ديت يعني قاعد يدوج نعم هذا كوي بعد الشيء يقول ديت شو تيري يتلعب بيعطي ويتحمل جري بيضاء ديات حمل جري بيضاء دوم ديات وين ديت عاشي يطي ما صنصير يندش لا شو على عاشي قاصد دي قاصدي ليه السيدوتي على جري خان وصل اللي بدأ ديت شغله إيشت الله ما تبع يعطى هنكون أريد أقاه هنكون شو سوتش أرى عليه هنكون شو عالون سجل دي موصل تو سجل دي وتشعق دي غير دي تا ثم تدخل حيانيك ثم تجيخوا وهنا هم تجيخس سيتا جيخا سيتا شو ودي شو ياخذوا متدي بتشعق دي درانا فتشعق في كندا بيت داخيات وتداخيات هو سيتي دي ما توصل لي ياشي تاجري خان وين تتحير حير تسمع تدير موصل ما يستعشر ديت Istojan hince, vaja mahka tulšpola, hitmistojan. Сейчас я другое покажу вам. Üç, vel halga, vel kiginç kamçe, vel dakniçe, massa boğuksan, iştkiyeçyon şiştiyan, diysen, tanığa böyle, abo, du ikamçtiyan. Kuvey diyan hiçat, vejri havayı diyan üç, dağaştıyaç bol. Sara sobor dağara el. İçer yuhlarin diyor. İşte ona ser ok
صدوغور ويال يوق تحت يحتدر وين ديونا سيز دوق كيدك ديونا Суинтет. Ногти початок это. Я это говорю, клянусь честью от души. Я о чем хотел бы сказать. Я хотел начать вот концом выступления Вахи Сагаева. Вы понимаете, мы честь народа, имя народа начали изменять властями, Шивером и миллионами. Разбомбили село, Шивер послали, Крупу послал, он не заплачет, он простит. Арстхойцы – один из крупнейших чеченских тукхумов, родовые земли которых находятся на западе Чечни. Наверное, многие не имеют понятия, что такое Тукхум, и как происходило его формирование. Тукхум – это военно-политический союз тайпов, объединившихся с целью совместного отстаивания общих интересов. Такого рода объединения происходили именно тех тайпов, которые проживают вместе на конкретной территории. Исходя из этого, ни один из тукхумов не является союзом родственных тайпов, поэтому нельзя рассматривать какой-либо тукхум как отдельное, самостоятельное общество, так как в первую очередь каждый из тукхумов является неотъемлемой частью народа Нахчи. Российская империя провела огромную работу по разделению чеченского народа. Больше всего от их деятельности пострадали чеченцы из Тукхума Арстхой. Сначала их родовые земли были оторваны от Чечни и переданы соседней республике. Позже многих арстхойцев вынудили покинуть Кавказ и переселиться в Турцию и другие страны. Для тех арстхойцев, которые остались рядом со своим народом, чеченцами в Чечне, является огромным оскорблением, когда кто-то говорит, что они не чеченцы. А некоторые их сородичи из других мест в наши дни стали ошибочно считать, что Арстхой – это отдельный народ, несмотря на то, что в этом союзе состоят разные тайпы, не имеющие между собой родство. Согласно проведенным ДНК-исследованиям, для некоторых тайпов из Тукхума Арстхой более родственными тайпами являются чеченцы из общества ичкеринцев и других, чем те тайпы, которые состоят с ними в одном арстхойском Тукхуме, что является доказательством того, что арстхойцы – это не отдельные народы, чистокровные чеченцы. Кроме того, арстхойцы являются воинственным родом. Практически во всех войнах на земле народа Нахчи арстхойцы вместе с другими чеченцами принимали активное участие в сражениях. Легендарный чеченский воин Жамбулат Сычоев также являлся выходцем из общества Арстхой. Я чеченец. Представляю род Течуэ из сообщества Арстхой. Я сам чеченец, арстхоец, родился в Ялкорое, Галанчевском районе. Так. Сейчас, подождите. Хотел найти один ролик, но никак не могу дойти. Арстхойцы – один из крупнейших чеченских тукхумов, родовые земли которых находятся на западе Чечни. Наверное, многие не имеют понятия, что такое Тукхум, и как происходило его формирование. Тукхум – это военно-политический союз тайпов, объединившихся с целью совместного отстаивания общих интересов. Такого рода объединения происходили именно тех тайпов, которые проживают вместе на конкретной территории. Исходя из этого, ни один из тукхумов не является союзом родственных тайпов, поэтому нельзя рассматривать какой-либо тукхум как отдельное, самостоятельное общество, так как в первую очередь каждый из тукхумов является неотъемлемой частью народа Нахчи. Российская империя провела огромную работу по разделению чеченского народа. Больше всего от их деятельности пострадали чеченцы из Тукхума Арстхой. Сначала их родовые земли были оторваны от Чечни и переданы соседней республике.
Позже многих арстхойцев вынудили покинуть Кавказ и переселиться в Турцию и другие страны. Для тех арстхойцев, которые остались рядом со своим народом, чеченцами в Чечне, является огромным оскорблением, когда кто-то говорит, что они не чеченцы. А некоторые их сородичи из других мест в наши дни стали ошибочно считать, что Арстхой — это отдельный народ, несмотря на то, что в этом союзе состоят разные тайпы, не имеющие между собой родство. Согласно проведенным ДНК-исследованиям, для некоторых тайпов из Тукхума Арстхой более родственные тайпами являются Последнее видео, это было видео всех старейшин Ауха, в котором было сказано, кем они являются, ауховские ногчи. Также остальные я вам показал. Я хотел найти одно видео, но почему-то их очень много. Что-то я долго их ищу, поэтому побоялся, что вам уже он второй раз начинает крутить повторно, чтобы этого не было. Если вы хотите, я найду этот ролик и покажу. Это продолжение первому ролику, который я вам показал по 90-му году, то есть вот этих старейшин. Что же говорили? Немножко потерпите, только я вас прошу, не разбегайтесь. Сейчас я постараюсь найти вот это видео. Оно было здесь у меня. Ну, нужно немножко времени, чтобы найти его. Если вы чуть-чуть подождете, я вам его покажу. Так, думаю, что чтобы, как говорили и в Чечне, и на митинге в Назране. Вот этот митинг в Назране я хотел вам показать. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Нас. Сейчас я... Это... Tokum yakızmıştık istemiş bu tokum iş tokum yakızı. Beri nokçu bak oynak bak. Tanıca. Ilvi kızım ya. Ilvi nizratçı da Allah'ı. Allah'ı o kalbimi en çok teyde şofra teyde teyde o balan nazar. Братья, дорогие наши чеченские братья, мы солидарны с вами в этот трудный минут всегда с вами. Где вы будете трудные минуты, там мы сложим свои головы. Нам нет разделения с вами. Мы вместе все. Потому что мы сошлись из родственной связи кумовского народа с вами. И душой, своим характером, поведением мы всегда выражаем волю своего народа и с вами вместе всегда. Что вы сегодня здесь мы требуем вместе, мы должны достичь цели. Я от нашего народа, от всего джамията, выражая их мнение, всегда, чтобы вас в любую минуту поддержать и быть вместе с вами. Спасибо за внимание. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Требования нашего народа о восстановлении ингушской автономии в пределах границ 1934 года. Осуждаю
Это был митинг в Назране, который проходил, если я не ошибаюсь, тоже в 91-м, кажется, или вот как раз в то же время, когда вот ролик, который был сделан на чечено-ингушское телевидение, которое я вам показал, 9-минутное, да, вот такое же собрание, это только уже непосредственно на территории Ингушетии. Речь в то время шла о границе 1934 года. Не больше и не меньше. Роликов, как я вам сказал, очень много разных, много роликов, многие, которые загружены, многие, может быть, не понимают, что все это не от меня или не от нас, это все имеет под собой. Предпоследний ролик, чтобы вы знали, человек, который говорит, что мы поддерживаем и так далее, это был как раз таки были кумыки, которые поддерживали ауховцев, их восстановление Ауховского района. Проходил митинг тоже в 89-х или 90-х годах. И поступил донейшн от нашего брата Заурбека Бено. Он тоже поддерживает наш канал. Заур дал саадой, болдиснек эзашка судолетил. Огромная благодарность всем, кто донатит, помогает, поддерживает наш канал. По крайней мере, без вас мы бы не смогли бы вместе в алейкум ассалам, не смогли бы провести. И Асламбек еще задонатил. Асламбек дал саадуэл, будисна кезешка суду улетел везде. Дал сидуэл. Алхамдулиллах, даашду, могшмекшду. Я вам показал ролик от чеченцев 1992-3 год, да? Я вам показал ролик с митинга, с Назрани митинга. Я вам показал ауховцев, то есть кто проживает в Аухе, кем они себя считают, к кому они себя относят. Я вам показал ролик Хасу Хангашвили, который с Панкийского ущелья. Хасу старейшина, истинный кистенец, истинный ногчи, но он свое видение сказал по этому мнению. Я вам показал выступление там тех же арстхоевцев. То есть вы все можете посмотреть, огульно ли, не огульно ли мы, или от себя, не от себя говорим. Все это является нашей историей, что очень, конечно же, важно. И Муаммад Эми стоит, и Муаммад Эми, да, саадуэл булдисник эзашка саудолетил. Ничего нету, Муаммад Эми иштмаал. Каждое, что бы ни было, без разницы, каждая копейка, это во благо нашего канала, да, что это очень нужно. Но это я показывал, Заур, сейчас я показывал ролик, завтра пересмотришь, увидишь то же самое. Сейчас речь не о спорах идет, вообще об истории. Как раз то, что они говорили, оно есть в этих, как говорится, в этих роликах. Ну, еще много чего. Я говорю, у меня же палец уже устал листать эти ролики, я поэтому долго, ну, да, ага, скоро упорядочим, наверное, надеюсь, что как-нибудь смогу, куплю все-таки этот ноутбук, да, сейчас с планшетом вопрос уже решен. Мансур, цавац. Вот так, работаем, над всем работаем, понемножку, всего достаточно, просто не знаешь, у каждого свои потребности. Ибраим, сколько у нас в Ютубе человек? Есть ли желающие, кто хотел бы зайти в эфир, поговорить, я не знаю, задать вопросы? То
И еще кто-то у нас. А, нет, это то же самое. Это когда я не проверяю. Каждый рупий во благо нашего канала, как говорится. 95. Очень символично, Ибраим. Ибраим, и очень символно, Бельгиец, ой, мятсон, очень. Как что худа дезера, хатта-хаттен, ой, на мятсон, очень, Бельгиец, задавайте вопросы, спрашивайте. Так, сейчас что-то там говорили, что прислали мне. Так. Да уж. Сегодня известный в России фильм «План. Кавказ. Противостояние Турции чеченского происхождения» Беркан Ишар создает фильм «700. Депортация чеченского». Ядерный депорт 90 Германия, пригород Берлина, уплечен сферу. Да, я читал это тоже. Сколько остров мухаджиров? Так, давайте смотрим на вопросы. Что здесь написано? Казаки — это нация или кто были? Я не знаю, это сословие назвать. Вообще считается, что терские казаки — это крепостные, бывшие, сбежавшие крепостные, которые жили в Астрахани, которым обещали свободу, землю и заселили ими вообще Терскую. Вообще, как по сути казаки, если считать. Я не знаю, честно сказать, считают ли они себя нацией или нет. Донские, по крайней мере, про донских сказать я не могу, я могу сказать про тех, кто на тереке, обычно так писали, говорили о них. Донские казаки, украинские казаки, сибирские казаки, кубанские казаки, их очень много, они разные. Вот, что делаешь? Это я видел. Это я видел. Это видео. Это видео с Турции, которое называют... Я видел его публиковать. Башлам, расскажи про чеченцев. Г2 много есть у Вашиндроя, что есть и у других. Я не могу про ДНК вам рассказывать, имеется в виду, что рассказать про них хищник. Это может рассказать вам, как говорится, Пахрудин Арсанов. Арсанукаев Арсанов. Казачество это общество, это не нация. Ну да. Послушайте, мы не говорим, я за соседние регионы не говорю, мы говорим только о непосредственно чеченцах и чеченских тейпах и обществах в основном. За пределы я не выхожу. Представители нашего народа, которые проживают в Панкисе, мы можем, конечно, сказать. О Иордании, Турции мы можем сказать. Что там происходит в соседнем регионе, как они называют себя, это их личное дело. Мы говорим только за себя и за свои тейпы. Башлам, сколько мухаджиров острова? 1500. 3500 семей острова Нохчева было, 3500 были с остальной Чечни, а с малой Чечни у острова было 1500. И 100 семей из назрановских ингушей, которых большинство вернулись. По крайней мере, так говорят источники из истории, что там попросили кто-то, представители, которые поехали из Ингушетии, попросили в Петербурге разрешение вернуться для ингушей, им дали добро. Так
также было сказано, якобы попросили разрешения вернуться и уастхоевцам, на что было отказано. Нускал мацдалва. Нускал хердудалла. Шехена. Башлам, если считать по 5 человек, родители, 3 ребенка, это будет 7500 человек. Да, где-то в пределах так. Где-то в пределах. Ну, смотри, тут сомнений нету, можно элементарно даже сегодня посчитать. Мы по статистическим данным считали, где-то в пределах 25 до 30 тысяч проживают в Иордании, в основном ногчи все. А в Сирии до начала войны проживало до 10 тысяч, осталось где-то 3 тысячи там. Вот из них 3 тысячи, я не могу сказать, сколько из них уарствай, но опять же большинство там были ногчи из 10 тысяч. Сейчас их раскинуло. А в Египте, Мисрях, говорилось о небольшом количестве, где-то 1000-1200 человек. Это то, что мы смогли узнать. И самое большое количество, в Израиле где-то в пределах Израиля, нынешний Израиль, в то время это были земли Палестины, там говорилось о пределах там где-то до 7-8 тысяч было. Сейчас говорилось там где-то до 17 тысяч пубарыш в Израиле, которые проживают. Из них, опять же, я не могу сказать, сколько уарстхой, если отдельно считать, и сколько ногчи, потому что они начинают сегодня делиться. И самое большое количество это в Турции. В Турции, я еще когда говорил с эмиром, в Турции речь шла о 100 тысячах. О 100 тысячах, но оставшиеся чисто ногчи больше, ногчи матхуша, их было в пределах из 100 тысяч, говорили, что осталось 1020 или 30. Остальные уже стали турками. То есть они знают, которые своих корней, но уже стали турками. Почему 5 сел в Турции чеченских, если уарство было... Нет, я не об этом говорю, уарство ногчу. Ты же помнишь видео с Шама? Мухаммад Ирмат, он пришел в эфир, он рассказал, он тоже спрашивал у старших, они называли себя ногчи. Вот. И после этого, через год, после того, как он это сказал, что они называют ногчи, хотя это остальные тейпы, уарства, это видео показали, нашли этого, не его нашли, а родственников этого парня нашли якобы уарствай с ингушами. И сказали ему через родных его сделать его повторное видео, чтобы он изменил и сказал, что здесь живут не все ногчи и не называли себя ногчи, а называли себя якобы войнахами. То есть уарствай отдельно, ногчи отдельно и галга отдельно. Вот такое видео сняли, и потом еще упрекали, вот, короче, обломали Башлама и так далее и тому подобное. Башламу не обломали. Башлам его насильно не заставлял, ему задали вопрос, он сам рассказал. А вот то, что произошло после, как на него надавили, на его родственников надавили, зная тяжелое положение, и после этого заставили его изменить его видео. Вот это было. Вот так и происходило это все. Это видео есть в интернете, вы можете посмотреть. Башлам посмотрел видео. Шато, я не нахожу там твой ник. Я смотрел. Здесь захожу, но твоего видео я не вижу здесь. Здесь вот последнее, если ты мне прислал на этот, вот там, где сейчас идет эфир, Нижло видео есть у меня, РААЧ есть видео. И есть Адама Хаджи видео. Но нету, от Шато нету никакого видео. Башлам, что значит надавили? То и значит надавили. Но мне объяснили человек, который был знаком, не он сам лично. Мне позвонили и сказали, что создали некоторые проблемы. Там ситуация, как мне объяснили, я вам говорю, Аллаху алям, врать я не буду. Я понял сейчас, РАЧЧР понял что-то. Мне объяснили, что сейчас ситуация сирийских чеченцев
очень сложно. И чеченцы, которые находятся в Сирии, которые были в Сирии, сегодня находятся немножко по другую сторону, нежели те, которые провластные находились на стороне Асада. И вот создали проблему, он не сказал, какие проблемы создали, но он сказал, этому парню создали проблемы и надавили через родственников, чтобы он изменил вот это видео. Так мне объяснили. Церь пич балайса пич буй, но сюр кьетинек и что? Ищ ситуации. Но опять же, он сказал, что мы в войнах, и здесь не все ногчи зовутся, уарствой отдельно, ингуши отдельно называется, и видео цуяхкан. Надавили, как надавили, это обозначает политически, каким-то образом на родственников подействовали. Вот так, что это обозначает? Вот это и обозначает. Но провластных, они сказали, в провластных структурах якобы были те, которые связались с его родными. Я так понял. А в то время еще там были боевые действия. То есть ситуация была неспокойная. Так мне пояснили. Я не сказал ингуши. И я не сказал уарство. Я сказал, кто бы это ни был, но люди связались и сказали, чтобы он сделал обратное видео, что на самом деле не все ногчи, а там в войнахе, а не ногчи. Вот такое видео было. Это видео у меня есть Рачи. Сейчас я посмотрю. Оно у меня есть. Дальше. Рачи Шатоевец наш просит. Мадейц Хаштоцик. Ингуши были на стороне Асада и Умш Мадейциш. Я такого не говорил. Вот это видео. У меня есть это видео. Ассаламу алейкум. Мараба, насылsın? Burada köy Çiçen köyü. Evet. Sen Çiçen misin? Çiçenim. Nokşumat hayı. Maşallah, maşallah. Tsehoyu vaşa. Tsehoyu isim ne? Dahir. Halim, Dahir. Соцэр, гюльсэр, соцэр. Нокчума. Откуда он? Аха мичеру. Соцэр мичеру. Тейп. Тейп ныло, тейпа ныло. Галгай уй, машаллах, галгай наган гуру, иншаллах. Галресу. Sen Çiçen misin? Ну вот это видео. Нокчумат хай. Машаллах. Тсехою ваша. Тсехою isim ne? Есть еще одно видео вот такое. Больше всего чеченцев вообще в Турции находились, сконцентрировалось именно вот в селе Чардак, вот где мы сейчас находимся. Engiноy var, Bağloy var. Engiноy, Teyp, Bağloy, Bennoy, Kurçloy, Ortsxoy, İnguş. Ну, короче, вот такие два видео. Что-то, her şey var burada. Her şey var burada. İl toyu var. Dünyada en çok Çeçenlerin yaşadığı yer burası. Burası. Больше всего чечен. Эти два видео, Шатой, у меня есть, они у меня, я говорю, многие видео у меня есть сразу же, как они появляются где-либо, они у меня есть, просто я их не публикую, во-первых, из-за исторических каких-то материалов раньше уходит, и я их по очередке понемножку. Вот эти два видео, которые сняты в Турции, у меня есть. Точно так же есть еще одно видео, где один представитель говорит, Галга, меня обманули, просили назваться чеченцем. Я так не говорил, я не чеченец, я ингуш больше. Видео ерсон, я это. Но опять же, я никогда в жизни и ни один из моих подписчиков и представителей, я связывался с турецкими ногчи, никогда не говорил, называйся этим, вы же являетесь этим. Я спрашивал, кем вы являетесь. Допустим, Хаккой, которые были в Турции, они сказали Тхонохчида. Памтой тоже сказали Тхонохчида. Эрсной тоже сказали Тхонохчида. В Чердаке, который есть видео еще у нас, я его загружу,
тоже Акиеву, тоже он говорит, Ханохчида, мне незачем кого-то говорить, или что. А эти люди утверждают, что кто-то там говорил, возможно, я не могу говорить за всех, у нас же есть тоже чудики, которые там сказали, вот вы должны сказать, я не знаю, я не был, я никому этого не говорил. Но он якобы говорит, меня заставили, меня обманули, я не такое видео давал на самом деле, мы на самом деле не являемся там чеченцами, мы являемся ингушами. Есть и такое видео. Нет, шатуай, послушайте, шатуайду Турции, которые говорят шатуевские, обычно говорят хаккой, обычно говорят пхамтуай. Ну, то есть они хотят сказать, что они шатойские. Но тейп, шатойского тейпа нету. Шатойские тейпы есть. Просто из-за этого, видать, время прошло, и они правильно не могут назвать и сказать там, грубо говоря. Но они сказали сейчас шуйтарду. Какой тейп конкретно они не сказали. Поэтому ничего такого здесь нету. Так, собор делаешь. Короче. Так, Башлам, этот тип говорит, мы шо, то есть все переселились туда, как это понимать? Но это и есть переселение мухаджиров туда, которые переселились. Башлам, это про кого ты говоришь? Первое его видео было, где он сам снимал, шел с другим, снимал, мы чеченцы, бог, тогда к ним поехали, взял интервью. Нет, я не про это говорю. Ты видел, нет, не знаю, Оша, было видео, где там один говорил, что какой-то журналист, чеченец, приехал, заставил сказать, его обманули, что он на самом деле такой не говорил, боже, а видео, юкца, они закидывали его. Почему-то они опять же меня упоминали, я честно сказать, без понятия, кто это делал и что это. Сунцага Эмилуар. Они упоминали какого-то, то ли они говорили, это Асламбек из клуба изобретателей, то ли какой-то взрослый человек, Барцар, кто, я так и не понял. Шанох чивац бош болнах буй в Сирии, мухаджаш бу. Вайчара царна вайчар хадяш душун. Цакит ирсо ислам странник. Шанох чивац бош болнах буй в Сирии, мухаджаш бу. Вайчар царна вайчар хадяш бу душун. Цакит ирсо абошун аят. Эх цакит ирсо ваша ислам странник. Ура, с левой зашел ба. А ты неправильно понял. Он там на видео говорит, что мы шо-то все до единого переселились. Я это спрашивал. Ага. Шатойцы, да, конечно, шатойцы тоже переселились. То есть шатойские тейпы переселились. Хакой там есть, памтой там есть. Я связывался, я же прямой эфир делал даже с ними. Это был Асламбек, говорит Моти, да. Ну вот я знаю, он говорил про какого-то старика, что он говорил, но я это точно не имею к нему никакого отношения, и такого я никогда не говорил. Помогает. Вот Моти говорит. Что там Асламбек говорил или делал, я без понятия, честно сказать. Но это, что бы то ни было, не надо такие вещи делать. Никогда не делайте такие вещи. Шанохчевик, нохчи, вот видите, он говорит Шанохчеву, он говорит, я чеченец, но Аллах тайпанул бахцу. Человек его не заставлял, просто спросил, кто ты, чеченец? Он говорит, да, чеченец. Тайп милник дуальшан, Аллах дуба. Этот уже говорит, Аллах буальш. Ничего такого нету. Поэтому, Аллах, нохчу, цаума дать. Башлам, это правда, что говорит Абаз? Какой Абаз? Это не я на видео с Сохиляри Асам. Да. Да, Мадари по
в военной хронике впервые упоминается Бамут. Какой народ там упоминается? Я зачитывал же вам Бамут, как чеченцы. Я же вам буквально у Берже сейчас зачитывал, какие селения, что Бамут тоже входил туда. Вы не слышали, что ли? Я в начале эфира зачитывал из книги Берже, Адольфа Берже. Какой Аббас? Я не знаю, что Аббас говорит. Амина у нас лингвист. Она лучше знает чеченский язык, поэтому я не заметил. Аббаза не знаю, Амину знаю. Амина Чеберлоевская. Так, дальше. Задавайте вопросы. Если есть, конечно, я отвечаю. Время у нас есть. Обычно к самому концу, когда я уже начинаю, говорю, что уже надо, у меня заканчивается время, трафик заканчивается, когда я начинаю, вы начинаете задавать вопросы о городу, о жиду. Лучше сейчас задавайте вопросы и все. Никакой я не говорил, что на стороне Асада или так далее, там, что были или Уастхуай, или Галга, я такого не говорил. Я говорил лишь только то, что они были провластны в структурах и сказали, что создадут проблему. Вот это я сказал. Так, как мне это рассказали. Насколько это достоверно, недостоверно, я не знаю. Того периода люди видят. Он вышел со мной сам на связи. Он знает, что я изучаю историю. Я связывался с иорданскими Нохчи. То есть Нохчи, которые с Иордании были у меня в эфире. Нохчи, которые с Турции были у меня в эфире. Нохчи, которые вот с Шама, Сирии. Он в то время уже был в Турции, кажется, этот парень. И он рассказал мне. Поэтому то, что он рассказал вначале, что мы здесь так себя называем, и вот я показал, ни больше, ни меньше. Это как Цхоро, мой односельчанин, который уехал, сказал, кем он является. Уже в 7-10 поколении он проживает в Беркела, и он является Нохчу. Опять же, не я, а вот такие люди, которые, как вы, сидят в эфире, спросили, а кем ты себя считаешь, кем ты являешься? И он ответил. Почему-то все претензии сразу начинаются ко мне. Если бы представитель Тайпа Бено сказал, он там, ему задали бы вопрос и сказал бы, что Бено является отдельным народом, и это было бы его мнение, я бы показал его, потому что все это было в прямом эфире. Я же не виноват, что каждый человек выражает свое мнение. Оно может быть ошибочное, оно может быть не ошибочным. Вот и все. Амин Хондик Хуардук, ты же знаешь, возможно, ты брала у него интервью на чисто чеченском языке у Асада, тебе лучше знать. Вместе с Бено, он был оператором, а ты брала интервью на чистейшем чеченском языке. Межидвори, Межидвор, абсолютно правильно, Бельто, абсолютно правильно. Ишт Хамаш, духшун, Хамаш. Фудед. Вот. Ибраим, эти 95 человек у нас держатся все еще в Ютубе. Я не знаю, честно сказать. Приглашайте, приводите все больше и больше подписчиков. Я буду рад. Амба без. Муатха без. Хидейха без.
А что тут удивительного? То, что когда-то они были 80 человек, а то, что они когда-то были в Палестине, а потом это стало государством Израиль, что здесь нового? Или вам рассказать, как это все происходило? Весь мир знает, весь исламский мир знает, как это происходило. Вы не знаете, я не знаю. Были в Палестине, стали теперь уже в Израиле. Что уж тут. Есть небольшое количество, есть и в Египте, я не могу сказать. Башлам, часы Apple Watch у тебя нету. Из Apple у меня есть только телефон. Нету ни наушников, ни часов. Башлам, некоторые краеведы писали, что ингуши не разумели чеченского орстхоевского языка. Прокомментирую это. Не могу понять, что обозначает не разумели чеченского орстхоевского языка. Есть галанчевский диалект, есть орстхоевское наречие, говор или как угодно называйте. Я не могу понять, в чем, что именно. Башлам, Абу-Гоша, Берш, какие тейпы там, как они там оказались. Абу-Гоша, Берш, вот это и есть как раз таки те чеченцы, которые уехали мухаджирами в основном. Ничего такого странного нету. Башлам, Асбош, от какие тейпы говорить я не буду. Башлам, Асбош, Дерга, из Сирии переселенш буй, Уарстхуай, Балах, Царнуэй, Царн, Царн, Ходяш, Душун, Бахар, Ас. Все понял. Ходяш, Дубо, Ходяш, Дубая, я Ходяш, Дубаха, и Ларбяш, Буба. Не понимали друг друга. Я не знаю, почему не понимали. И те, и другие говорят, что у них отдельные языки, но и те, и другие говорят на галанчевском диалекте. Я еще раз говорю, и те, и другие говорят на одном диалекте. Но вот посмотрите мой последний пост. На этом канале, в Инстаграм или же в Ютубе я опубликовал последний пост ученых, российских ученого, лингвиста, профессора, журналиста, языковеда. Прочитайте его пост, там все четко написано. Какой язык и все остальное. Вабяк. Го. Ты можешь написать го деш. Ходяш, я ходяш бог кудухайл. Хадар бог кудухайл. Ларва бог дон. А года бога помочь богу. Чувствуешь разницу? Хадар это можно понять, как они их охраняют. А годар они им помогают. Разница есть? Или нету? Или в твоем лексиконе нет такого понятия хадар? Сторожить. Хадар. Охранять. Ну вот видишь, какая ты умница. Знаешь ведь? Профессионал, лингвист. Я же тоже умею шутить, амин. Не только ты и Бено. Видишь, Бено заинтересовался, хочет Apple Watch подарить. Не китайскую поделку, а чисто фирменную, последнюю. Да, Бено? Ты же это намекал? У меня в основном только одни часы. И я ими пользуюсь всегда. Их я купил как раз таки на свой день рождения. Бисмилля, бисмилля, бисмилля. Купили, подарили.
3 года тому назад, как раз на день рождения, 3 года это тому назад было, или 4. Это вот эти часы. Одни единственные, вот как говорится. Хорошие, фирменные. А так, которые на 1 неделю часы, конечно, дарили, но я, честно сказать, куроваться, но подделки носить я не хочу. И не буду. Лучше вообще без них. Адлан ночью чинху. Ну, 3... Вот. Мне подарили их в 2019 году, 17 января. Я живу на Северном Кипре, и со мной тут живут 2 из тейпа Мержо. И 1 из тейпа Цьечо. Они беженцы из Сирии, и они говорят, что они нохчи. Адлан нохчи чинху. Да, сейдуэл, они правы на все 1000000%. Лучше голодным башлам, чем есть, что попало. Да, так и есть. Про рацион питания я вообще националист, свое родное в основном. Но из неродного что-то там, немножко манты, немножко там, что мне нравится, тефтели, там, такие вещи простые. Голод не тетка, я знаю, не тетка и не дядка, имя с большой буквы Бену Бенаси. Я бы не написал твое имя с маленькой буквы. Не веришь? Спроси у Мархи, которая только что зашла в эфир и присоединилась к нашей дискуссии. Бешпармак. Нет, я бешпармак ел, но я не люблю. Я не люблю. Я же говорю, я по еде только национальная. Я заметила за эти годы кое-что. Как только стали поднимать тему Орства и Аллай, сразу стали воспринимать как что-то удивительное то, что тейпы так и сяк относятся к нохчи, называют себя нохчи. Да, башлам не придирайся, не придирайся. Але так ничего странного нет. Персона 0054. Ну, я смотрю понемножку, Инстаграм, подписчики активизировались. Нет, я сказал, я в основном только национальное ем, а вот из ненационального, это вот тефтели, манты, вот такое, я сказал. Ют Анасия. Кажется, как-то. Чипалгш. Я чипалги не ем, я ем исконно нохчи чипалгш, хингалш, жижгалнеш, туабирам сискал, ханг, далнаш, потом бумбунаш, ну и так далее и тому подобное. Дахжижг. Цабили бяхкур. Чапельги не ем я. Чепалгш ем, чапельги нет. Хокум, бәцер, хуах, бәцер, сямсяк, дум, хурантулш. Хурантулш. Тутулш. Хурантутулш. Мамержу шашлык бабарец. Чепалга кар мамержу чепалга мамержу шашлык бар. Мамержу шашлык бабарец. Это было смешно, конечно. Торшез, торшмерзу. Видите, потихоньку перешли на национальную кухню. Цу бина, цу мерз, бушеку, я цудя.
Zu Merzbo. Zu Yetten Hajj. Khaykin Hajj. Ahar yam duqiyeso ahar khudar merzkhiyet. Jo dekadu. Yush hetevete. O beno satadwata o beno bosh. Mousare beno mahkarbush najayurtar washtar. Tsar da washtol uffaya daqanjigdat. Юхши горжик царит, чо декю. Бенаси, сволочь, меня за что в блоке держишь? Короче, тут уже свои разборки пошли по ходу. Тема такая, что не такая. Куэш. Фасоль забыл какими. Куэш. Куэш. Мне в эту прислали. В этой дозваниваю. Лен Эри. У меня чувство, Лен Яц. Бену Бенаси я не вижу. Это написала Джузи. Пал Бон, сержант, ба. Походу чисто свой давал башлам канина эта тема. Кэш точно. Ахаргал нечто уберем, Саня. Уф. Что-то походу мы уже на ночной жор пробивает. Но ничего, мы держимся. От истории до национальной кухни. Не только же можно говорить об истории. Нет, вергулш я не ел, конечно, Заур. Это не по моей теме. Что тут прислали? Вопрос. Массара Хахуячу. Я знаю. Хазбулатов умер. Да, Гяштуат Сундал, уже 1 миллион человек прислали. Хотя я уже давно опубликовал это. Дыкху. Бааш. Ну, Бааш войду Ацасон. Сунаятря. У греков тоже есть такие же желудочки, набитые потрохами. Амин. Не самый лучший вопрос для человека, который вчера ушел в иной мир. Я думаю, что на этот вопрос я отвечу чуть-чуть позже. Есть и позитивные моменты, конечно, есть и негативные моменты. Он мог, конечно, 81 год Дикхан Якацу. Он мог и больше, конечно, сделать, но как я ответил на вопрос Амина. В Шотландии есть Бааш, они называют их Хагис. Не лучшим образом они их называют. Джузи Бехаттар Жуапцало. Бах. Я отвечаю на все вопросы. И давалла цавяху, бах. Очень смешно, Амина, очень смешно.
А какой ты хочешь негативный услышать мой ответ, и тебе бы понравилось, если бы человек вот умер вчера или сегодня, и про него что-то негативное говорили. Я не понимаю, где ваша политкорректность, где ваш гыллок, на который вы должны ссылаться. Потому что в истории не все хорошо было. Поэтому давайте вы не будете меня учить и говорить мне, что делать и как правильно делать. Немножко загляните себе в сердце, каково было бы вам, если в истории есть какие-то негативные места про вашего отца, дядю, родственника или что-либо тому подобное. Да, Дойкройлер. Цер Дойкройлер Бориша, но жили они здесь в городе. По крайней мере, Зулай живая, Асламбек, бывший декан исторического факультета, они живут здесь в поселке Калинина. Я не знаю, он сам полен отсюда или нет. Вот. А так, вне всякого сомнения, в высшей его должности пока никто в СССР, в такой могущественной империи, никто не был. Ни из одного, ни чеченского или остальных чеченоговорящих представителей, нахоговорящих народов. Никто не достиг его должности. Но если говорить о непосредственно нашей родине, есть там, конечно, и позитивные моменты, есть там и негативные моменты. Но больше чего позитивного или негативного, каждый решает по-своему. Для меня это был своеобразный гений. Вот, гений, без всякого преувеличения. С точки зрения политики, экономики, он был гением. Были ли у него просчеты? Возможно, как и у любого человека. Но гордиться им, нашему народу, конечно, можно гордиться. Достойный сын Нохчи народа. Из тейпа Харачой. Харачовар Хасбулатов Руслан Имранович. Вот. Но, опять же, у каждого свое мнение, каждому свое. Вот. Человек, который написал столько научных работ, трудов, это разбрасываться этим словом, конечно, не может не каждый. Я, допустим, был знаком с его братом, поверьте мне. И Зулай Имрановна, она у нас вела этнологию, или этнография называлась, этнология называлась, предмет, не помню. Зулай Имрановна вела, Хасбулатов Асламбек Имранович вел у нас историю России, период начала 20 века по середину 20 века, если я не ошибаюсь. Его любимый вопрос, со второго курса я его знал, как они начинали с Казахстана, как трудно им было. Потом он начинал рассказывать о том, как его похитили во времена Ичкерии. Это брат Руслана Имрановича был, Асламбек Имранович. Асламбек был старше, Руслан был младшим, кажется. И между ними Зулай, кажется, это где-то так надо. Вот. Да, я знаю, Бену, что его так звали, но это вот его фирменное было. Он с первого дня так рубил нас. Буцефал звали коня Александра Македонского. Он всегда говорил, вот вы, первокурсники, там, второкурсники, материал из 5 класса по истории. Кто-нибудь знает, как звали коня Александра Македонского? Даже если бы знали, многие бы побоялись, конечно же. Но он такой был, очень строгий. Он когда-то был деканом исторического факультета. Такой мега-монстр. А когда он был деканом, говорит, на историческом факультете, во время пары, в коридоре
даже слышно было, как мухи летают. Говорит, настолько он строгий был. Говорит, ходил всех, загонял, наказывал и так далее и тому подобное. Поэтому Асланбек Имранович, конечно же, был такой своеобразный человек. Это сказка, которую придумали про Руслана Хасбулатова. Я слышал эту сказку, даже знаю, кто ее придумал. Но Хасбулатов, Руслан Имранович, Хасбулатов, все они были харачоевцами, являются харачоем. Нет, Буцефал, имя было коня Александра Македонского. Я не знаю, бык человек или нет, или не знаю. Но это чтобы его Милори Заур, это говорили, я помню, эту тему поднимали, чтобы что его оскорбляли специально, чтобы народ отвернулся от него. Нет, я никуда не поеду. Во-первых, мне ехать, иначе, во-вторых, еще неизвестно, где Тезет и все остальное. Я не знаю, что ты слышал, Саварем. Я не настолько близко знаком с ним. Я слышал якобы, что он в хорошем, податом настроении якобы сказал, что Хасбулатов, род Хасбулатовых якобы происходит от черкесских князей. Такое я слышал. Вот. Не знаю, насколько это достоверно, опять же. Заур за мной не заедет. Амин. Заур находится сейчас в Москве. Но я понимаю, ты сильно переживаешь. Можешь взять Бену Бенаси и остальных своих собратьев, которые любят остроумничать, поехать вместе. Задать этот вопрос, который как раз таки ты хотела задать. Да, это есть, но он не говорил, что он говорил, что род, историю знал, он говорил, что род Хасбулатов якобы происходит из черкесских князей, кабардинских или черкесских. Но вот эти разговоры были, но сами Хасбулатовы по ДНК и по всему этому, они являются чистыми ногчью харачаевцами. Девушка перегрелась. Не знаю, что она Байгишнеры. Да, чеченцы, я знаю, я же говорю, он что-то просто, люди каждый воспринимает по-своему. Есть моменты какие-то, которые не знают и говорят, поэтому. Ну вот опять же, Русик, который сидел, рассказывал про целый тейп эрсной, и никто ему не мог достаточно сказать, что ты дебил, что ли, что у нас там версии пишется через О и мягкий знак, и вообще или версии, или мижги, обозначение так идет. Вот, а тейп эрсной пишется через Ва алейкум ассалам. И что это не одно и то же. Хауч цана урда, сама гатния, сом эснихал дия велчани хрворсу тезиета. ويعني اللي سبرت قوس ديوز وهوان حواقي مرون джигит ва алейкум ассалам кайцауза. Задавайте вопросы. У нас осталось еще буквально минут 10. Больше у нас времени, как говорится, нету. Хаджа так рядом и не хотел идти. Я, честно сказать, не знаю, что здесь тезет или нет. Вот Заур говорит, что есть. Я знаю, что он скончался, но поселок Калинина мне через дорогу. Если здесь куза тезет халаха, цеги о проблеме, бусубстаги, да, гешто айлары,
zierti vara jo desdu sunder haldocik duqe. Dikstan teziet vovies, gučvala vies, voišvala, ja gergalu lieline hetivo vies. Так, Гергалу, ну, у каждого своя тема. Башлам Заур отвечает за время. За мое время никто не отвечает, и я сам отвечаю. Вот. Я просто в шоке. Я с Хасбулатовым познакомился в Каире в 1993 году. Он проявил к нам такое уважение, что мы этого хватило, чтобы считать достойным представителем Нохчи. Заур, того, что сделал Руслан, вне всякого сомнения, даже и половина того, что он сделал, в ближайшее время не достигнет никто. В его научных работах на ближайшие 10-20 лет никто и не будет. Не собирается. По крайней мере, я не видел их. Это был мегамозг. Просто есть вопрос касаемо, как говорится, кто что сделал для именно чеченского народа. Вот, имеется в истории, если меня спросить, тут я немножко придержу и не хочу высказывать, потому что есть разное мнение, особенно по уховскому вопросу есть разное мнение, по новейшей истории есть разное мнение. Я поэтому лазить не хочу. Вот. Залимхан Харачоевский, национальный герой Нохчи народа, что можно? Первый революционер, защитник угнетенных. Вот такое вот дело. Про Залимхана сколько ни говори, Залимхан никогда не убивал представителей своего народа. Был осужден, сбежал, были друзья. Ну, о Залимхане сколько ни говори, конечно же, много не будет. Честно сказать, на Кавказе, во всем Кавказе знают о Залимхане. Тут вне всякого он высоко поднял знамя, честь нашего народа, вне всякого. Ну, его считают, конечно же, в основном героем. Если я не ошибаюсь, один из известных российских Шаляпин, да, с Шаляпином он встретился. Вот, когда тот ехал в Грузию, кажется, где-то он его перехватил. Про Шаляпина. Я читал где-то материал, что он встречался с Шаляпином. Узнал он его, не узнал, что тот спел, не спел. Вот как-то вот так они познакомились во время налета. Вот. Вот так вот, конечно же. Вот, скрывался определенное время и в Ингушетии, хоть недолго, в разных местах. Потом, в конце концов, его предали. Предали, не знаю, его давно отслеживали. Предали по информации, которая есть у нас, двое Сюли. Он отстреливался уже раненым. Очень в течение, там, не знаю, определенного времени долго отстреливался. Он недалеко от Шали. Некоторые говорят, уже в Шалях, между Мескер-Юртом и Шали в этой местности. Вот, отстреливались, убили его сын. Опять же, по рассказам, полевому материалу, устроился на работу НКВД. Вот. Долго не могли найти его
могу найти, кто же его сдал, кто его предал. Вот. Потом он вычислил он через к тому периоду, земля была очень дорогая, вычислил он после убийства, свою дату убийства, вознаграждению были даны участки, 2 участка. Поэтому у нас осталось 4 минуты, и мы уже отключаемся через 4 минуты. Узнал, кому подарили земельные участки, вот так он выследил. Говорят, что он отомстил за предательство своего отца, убил их. Насколько достоверно сказать не могу, но однозначно, что он был сотрудником НКВД и вот так устроился, что он отомстил, есть речь. Вот так. Зелимхан Карачаевский, конечно же, опять же, и в этой случае, чтобы перессорить, там говорили, что якобы он, что его сдали его Нейнхуай. Но это тоже, как говорится, не подтвердилось. Я буквально недавно прочитал его. Ну, давайте завтра, если у меня получится, во время эфира я вам зачитаю. Есть целая статья, предавали его Нейнхуай или нет. Через 4 года после... 4 года он скрывался у своих Нейнхуай, то есть прикрывали. Нейнхуай, у него были Эхшбатвай. Он скрывался у них, и якобы миф о том, что Эхшбатвай, Борщикову его сдали, и так далее, и тому подобное, не подтвердился. Я еще один материал читал, что именно во время экспедиции, когда Борщиков был царским офицером, и когда он участвовал в экспедиции, никогда в жизни Зелимхан не попадался, Карачаевский. Потом появилась информация о Кибиров, кажется, его. Кибиров мстил Зелимхану Карачаевскому, он хотел убить его. Кровная месть. Осетин, кажется, он был, если не ошибаюсь. То ли осетин, то ли сюли. Не помню сейчас, чтобы не соврать. Кстати, Бейбулата Таймиева тоже не свои наши убили, а соседнего региона отравили его. Зелимхан Карачаевский всегда уходил, когда делали осаду, и об этом знал Борщиков. И как-то кто-то из казаков, то ли кто-то сделал донос, сказал, что во время, когда Борщиков является спецоперацией, Заур задонатил Кибиров осетин, да? Ну вот я помню, что подожди, мне надо тогда продлить заодно. И наш брат Заур Бено задонатил, Заур дал саадуэл, будущий Эзашка Соду улетел. Борщикова отправили на какую-то то ли экспедицию, то ли там отпуск, не сообщая о нем, была сделана последняя засада. Вот эти шинсу и лицане использовать вяша сделали. И когда носили еду, что ли, когда носили еду, то ли, я не знаю, проследили в этой местности, так он был убит. И плюс ко всему этому, после уже я вам рассказывал, Борщикову говорили, что Борщиков на самом деле Шененхуев Буйхуша, он всегда каким-то образом передавал ими и предотвращал как бы захват Зелимхана. Вот так. У вас, наверное, юду саварим, у нас говорят еду. Вот как-то так. Вы тоже услышали эту песню Бейнойко.
какие же вы умные. Совар ими, амини, бено, бенаси. Ну, прямо блещете просто своим красноречием и так далее. Если я не ошибаюсь, сейчас я постараюсь. Подождите сейчас. Ну, ты прикапывайся дальше, сочинить. Сейчас. Ваше дело сидеть. Вам бы, вот тебе и всем остальным я порекомендую не меня пытаться каким-то образом исправить, потому что я-то уже сижу давно в эфире. Но я не знаю, возьмите, напишите что-нибудь, опубликуйте, может от вас будет польза больше, чем исправлять мои ошибки. Ну да ладно, каждый гораздо на то, что он умеет. Понятное дело, что вы умеете. Сейчас постараюсь найти этот документ. Как раз таки по тому, что было сказано. Ассаламу алейкум. Алейкум. Заур, тут тебя упрекают в твоей наивности. Да, пускай. Я привык к упрекам. Меня без Так это упреков не к тебе упреки. жизнь не мила. Ты не понял, это не к тебе упреки. А к чему? Мадик Бойзрайон. Я за войны с норнийцами уже столько всего научился. Как? Ну, пошла. Про меня никто ничего хорошего не скажет. Ну, Про меня только плохое говорят. Так что упреки это моя пища. ну, в данной ситуации это не столько к тебе, сколько... Особенно женская половина меня особо Я сильно. не знаю, женщины я не могу ни в чем упрекать, женщин, девушек. Я и не упрекаю, но там есть своеобразный подход к каждому. Ну да ладно. Ладно, рассказывай, Милора, Заур, что ты хотел? Сейчас я пока ищу здесь, Да, сейчас. да. Не, на самом деле история, она такая, как бы, ну, знаешь, смысл надо всем понимать, вот, Тухена, как, что было, вот там, да, вот про Зелимхан, такая неизвестная история, просто касается родственников. Это мы узнали ее, короче, Тхаюлка Тагергерва, Ехбах, нет, ну, Зах, вот, туда-сюда, короче, Ахбахка. И тогда нахило один из наших стариков, Грохова, и говорит, он так поспрашивал, мечерду худу мюшту, теперь мечерду фамилию туда-сюда. Ну, он сразу, короче, отрезал и сказал, типа, да, хирдачун, ну, мол, все, короче, та вариант, я что, да, когда слушал, да, душу, короче, отрезал. Хотя была там, походу, такая нормальная партия намечалась. Ну, старик взял и отрезал все. Ну, естественно, уж на него набросились все там женщины, он делал, уду туда-сюда. Ого, Эллах, шмыш, пуш, будуется, да, что, Эллах, взял, махамахта, наш пуш, теперь будешь. Представляешь, по 90 лет ему было. Он махта, теперь будешь. Отрезал за угол. А потом вообще выяснилась другая ситуация. Из-за взял мост, кто-то Гергер так Что Гергер, так? Да.
Ну, короче, там долгий лапта, ну-ка, я сейчас подробности уже там неизвестно, слушай, ну как, ухыло, короче, хуш, да. Ну, тайна, сахетера, я айдал был, ахыло или что-то, короче, я не знаю, ахыло-то, ну-ка, сейчас его сочинять не буду. И того, что лыж уже зрел малуру зрел конец. Того, что лыж. Ну, зрел мал. Том, что жил, вол, что есть лыж. Тай, что витаминс. Типа, ну, слотал, дедол, шварцо. Шалао, то лао. Ну, его, что это, же уро, то витаминс, туда на. Ну, зрел масса, я выдала. Что это же мокшилец. То величина ошибка, это руешь, его ошибка, это сайгвела, асфальт нет. Так они разошлись. И действительно, через какое-то время, вот через какое-то время они встретились опять. Встретились, легко еще. Шальт, он легко. И зелмас вина, то есть. Вин, он его не бросил там в лесу. Горан, Тевилан, юртист, Хауэлен, теперь попаш керт. Ну, уже кейт, хватишь, понятно, ну, к первым каким-то домам на окраине села он привез, сказал, что ацейра ушунес, волча дало, что свина эль, ука доудер, долг астина, и что дуэл. И еще тогда, ну, буквально сразу же, хабар датан хулучен, сачера эф умадат, это, ну, шенко нас чуши, долг астина, тебя ходить умадат, эл, короче, туда, ну, сразу же ладерзен хулучен. Прикол в чем? Это геват, это ногой, чем прямой, тягай он, то вина гой, это его прямой потомок. То винчон. Представляешь? Вот, вы память народная. Ты, понял я, о чем ты говоришь, да. Да, да, мадыти, ну, то она въехала из тунды, как бы на месте этот вопрос они решили. И представь, спустя столько лет, че ближайший Гергер так двинул, как тон муатуагаш, и штара буэлу. Ну, это уже как бы там, знаешь, смысл не в этом, но насколько его люди уважали, и тогда и этот старик имел наган, и вешал, имел ложку, конах, вешал. Целер, он еще дал, додер. Вокат, я опять, вожу, черху обачу, туда-сюда, я ага, вот, из надыр занду. Так что, Оля, разбула это, вела, что на был шпунах. Зачем это? Он говорит, что там долго разбула это, с деньгу ахцады, ну там. Так что, да, лучше дезер, обычно тот, кто ничего не делает сам, по сути, и розничает, пытается каким-то образом задеть, что-то сказать, подколоть, понимаешь? Ты знаешь, я Хазбулатова не знал, хотя Гергер вот даст помогать. Мы когда в Каире учились, случайно встретили его, абсолютно случайно, представляешь, в Египте, в Каире. Мы зашли, там отель был, Шератон, телефон, бесплатно, междугородние, можно было звонки делать бесплатно. И мы туда ездили, из этого отеля звонили домой. И что там, бог, Хазбулатов, Магир Бог, там банкет. Зал, короче, там свадьба была, а он, оказывается, приехал на свадьбу к другу какому-то своему.
İşte Edon dedi ki din distro туда işte o церкви ой ошулел, что мука чекол, вот туда, короче. Ну, мы говорим, нас тут 15 человек, даешь ляхтан тут, туда-сюда. Ой, чах, кабал, белу, шабер, шадвил, ховка взял. Мы тех тоже, короче, позвали общежитие, телефон, куда-то, як масяк, и он на эту свадьбу нас завел. Эдуард он представил нас. Ту свадьбу, каждому, на дохку ахчдуюсь, каждому по $500 ахчдуюсь. И вот он несколько дней там был, и каждый день он в университет к нам приходил, с преподавателями разговаривал, кому, что, уду, милду. Все эти 3 дня ресторан, все, что это, вистоль. Так что у меня вот эта память о нем сохранилась. Вала, говорит, Вилк Толч, Вилк, Хиллер, Вилк Лилдеш, Лилда, Мадезерш, Вохкалер, Терр, Тойца, Деш, Шведик, Вагетер, Тунде, Дел Мадил, Францохош, Мадец, Стак Веллатин, Поле, да, Гешпил, да, Дехалой, да, Акаев. Дикту Башлан, ты продолжай свой эфир, ну, как говорится... Сейчас у меня документ зачитать, и Керцаряш, и про Зелимхана, это документ, Дарсовка, как раз таки статья из газеты была, хотел ее найти и зачитать как раз про предательство его, якобы. Да, Слайчар, Бицник, я не буду тут озвучивать, что конкретно, ну что, знаю, хахтахе, там, что душащая, ну, ему он ничего не сказал, все, зал, да, что было контакта, что никогда в жизни, что надо, так это, вот, речь, он туда-сюда. Мне много раз задавали этот вопрос по поводу этого, основном муссироваться, я зенцат кинчки и опровержение, и кинчка. Видишь, он человек хотел, видишь, просто старик, знаешь, погорячился, видимо, у него в памяти все это свежее, чем у нас, да, как-то там битвешь, да, твёртый, это вешь, помелишь, это вешь, когда рикнешь, гонишь, тройно кабаш, бедных, хорватцев, свой вина. Я про это вообще, винится из-за массу вообще двичваться. Трой акциум, та претензиш, так. Анна Волсин, да, да, лоши, движешь, да, Берта, Букла, Дойло. Пошла, отключи меня тогда. Ага. Так. Сейчас я этот документ быстро найду. Ага. Вот этот документ «Эхо Чечни», статья. Так, были ли в Чечне... Ага. Чеченцы не узнаны там реакторы Гордаты. Кажется, это вот этот тема, сборник. Тейпов. Ты об этом. Сейчас. Это я нашел здесь. Должна была, кажется, это. Нет, здесь статья была. Правда или нет? Танцовинский рамцедой. Так. Какого типа? Короче, Савалах Солнинский рамцедой. Времени уже, к сожалению, нету, чтобы искать его. Но до завтрашнего дня я постараюсь найти его. И обязательно зачитаю вам, если найду.
целую статью мне прислали, у меня статья была, и журнал «Огонек» от 89 года нет. Это не журнал «Огонек», это была газета, наша газета, чеченская непосредственно. Поэтому там было написано, там полностью он разоблачал о том, что навязывали. Хотя мне некоторых, я у нескольких человек с опровержением книги читал, потом нашел и мнение, поэтому кто смеется, это глупый человек. Шумух качакуз, абас хамух качакуз, мелкузавюльш, бена хавюльшу. А вот у меня тоже случай на фронте был, статью из журнала «Звезда» ищешь. Нет. Заур, как бы ты ни поступил, как бы ты поступил на его месте. Интересно, твое мнение, Джузе, не отвлекай его, Заур. Скажите, пожалуйста, как бы вы отнеслись? Ответьте на вопрос важного вашего канала, Заур. Не могли бы озвучить свое мнение? Господи. Амин. Ну ты прямо вот блещешь просто, сверкаешь просто своим эталонным юмором. Прямо можно офигеть. Мне статья из «Звезды» понравилась, мне это известные факты тоже узнал. И о кляузах соседей тоже. Ну, много. Там я материал прочел, они говорят, что в основном я слышал, что это якобы про Бурщиков говорили, что царский офицер, потом фотографию закидывали, на самом деле эта фотография была не Бурщиков, эта фотография была каких-то ингушского какого-то офицера. Но стоит отдать должное, вне всякого сомнения, Борщиков был царским офицером. Я не могу знать, Аллаху алям, я не защищаю, не сторонник того или иного. Но факт остается фактом, что, насколько я знаю, месть за своего отца его сын отомстил через Аяка и ехал через Шисюлю. Это однозначно, я как бы у меня даже были фотографии, я сейчас не помню, куда я их или публиковал, я их, кажется, о том, что вот в качестве презента этим людям выдано было что-то из денег и 2 земельных участка неподалеку в Шали, ну где-то так, не знаю, насколько достоверно это. В Шали, если я не ошибаюсь, где-то или в Шали, или рядом, вот так он как-то вычислил, отомстил. Если, как говорится, из ситуации. Я не могу сказать, что виноваты, не виноваты. Я понимаю, что ты тоже гений разоблачения всего масонского, тайного, скрытого. Ты совместно с Аминой вы можете дальше блистать. Поэтому в фарсе и в вашем настроении далее участвовать не собираюсь. Я понимаю, вам смешно, вам хочется пошутить. Однако мне шутить некогда на эту тему, потому что это в любом случае трагическая дата для нашего народа, в истории нашей, поскольку Зелимхан Карачаевский был одним из достойных сынов нашего народа, как и Хазбулат Асланбек Имранович. Да, что касается нашей истории, конечно же, многие варианты, которые происходили, то, что он мог сделать, может быть, я не знаю, никто не был на месте Хазбулата и Асланбека Имрановича. Каждый его видел по-своему. Опять же, я говорю, допустим, Заур видел его с хорошей стороны, а ауховцы, по которому решался вопрос, видели его по свою сторону. Всем не угодишь, но опять же, что касается ауховцев, я и в то время сказал, вполне возможно, есть там моменты, которые ауховцы не так поняли, не так восприняли. Хотя Асланбек Имранович маловероятно, чтобы он стал против своего народа. Имеется в виду, ауховцы есть на нашей
как говорится, на нашей стороне. Ладно, на этом, наверное, я завершу эфир. Зовут ДРС Хилда Адухуахуал. Ты, как говорится, немножко продлил. На этом мы закончим. Я дальше уже, если будут вопросы какие-то, пишите в директ. Обязательно постараюсь ответить. На связи. Огромная благодарность достойным сынам и сестрам нашего народа, которые поддержали и вопросами хорошими, и любовью к своей истории, своему народу. Я не про тех, кто кляузничал, кто занимался смехопанорамой и ералашем. Этим людям, каждому свое. Поэтому я желаю вам всем удачи. Что касается завтра, постараюсь. Возможно, может будет, может нет. Возможно, мы завтра просто-напросто тупо, чтобы не было вот этих ненужных разговоров. Потому что взрослые люди смотрят, а заниматься тем, что какие-то саркастические, юмористические разговоры не слушать, вполне возможно, завтра мы проведем это на YouTube-платформе. Всем огромная благодарность. С вами был ваш Мурат Башлам. Не забывайте подписаться, не забывайте писать комментарии. Желательно про историю, желательно ваше мнение. И пустые вот эти ненужные разговоры, подколы можете оставить себе и для своих близких и родных. Поэтому на свидание, Адикюэм.